Так. Ассаламу алейкум. Достар. Азар в телегу тоже напишу. О, Мухаммад, брат, алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Ты не спишь. Почему не спишь? Как? Сегодня очень такая тема. Ну, я хотел в тот день про карту рассказать. Тема уже у меня была, тема осталась тема карты, но до карты я уже не добрался. Тут такое, да, ЧП произошло. Скажем так, трагедия. Вот. Ну, вы уже видели, наверное, как бы, да, и везде, вот у меня везде уже это вирусит конкретно, и в Фейсбуке, и везде-везде. Всем ассаламу алейкум рахматуллахи баракату, добрый вечер, время 11 у меня, мы начинаем как бы эфир, проведем нормально, надеюсь, без инцессов, или как там называется. Короче, сижу в ТикТок сказал тоже, надеюсь, в ТикТока тоже люди зайдут. Вот, два канала веду, один сегодня Куандык называется, другой вот этот. Два взял, потому что вдруг, если бабахнут, другой будет у меня запасной вариант, чтобы и там что-то было, да. Ну вот, хотелось бы сказать, конечно, о главном, что произошло с этим ребенком. Как выяснилось, что это таджик. Хотел мини такие ролики пустить тоже по Ютубу сегодня, потому что думаю, ладно, давай буду делать эфир. И в эфире как-то легче, так как сказать, нету времени, ну, так сказать, нету ограничений времени, и как бы раскрепощенность можно вести эфир. Привет, Денис. Слева Куандыкский YouTube, справа Башкортостан 2024. Ну, где кому удобно, там и смотрите. Да, давно тебя не было в эфире, брат, у нас не такой поздний час. Да? У нас... ну понятно, поэтому, да, у нас время 11. Да, я был, короче, тоже в своих вот этих решающих делах. Об этом тоже я должен буду рассказать, что происходит у меня. Ну, чуть-чуть давайте поговорим о том, что вообще, что произошло, вообще я не понял. Я в своей суете жизненной, да, ведь, ну и каждый, наверное, из нас в жизненной суете, меня, надеюсь, слышно, потому что шум, ну, надеюсь, иншаллах, через пару часов они уйдут, и шума не будет здесь. В том отсеке, в том не корабле, еще шумнее, здесь более-менее. Сижу, вот могу даже показать, где я сижу, чтобы вы понимали. Сижу вот в таком месте. Подвинул я себе диванчик, сижу на диванчике. Так что все нормально, короче. Круто, а ты сам откуда? Я из Уфы. Я здесь, в Европе. И вот, сейчас я сообщил тоже в группу, европейскую группу, надеюсь, и оттуда кто-нибудь подсядет, если кому интересно, не знаю, если кому интересно вообще, я не знаю. Европейскую группу Чайхана, туда тоже закинул. И, ну, если поймут люди, поймут, нет. 8 человек сейчас, слева 4, справа 8. Ну, новость, уж вы как вы слышали, наверное, о том, что нацист узкожопый 15-летний убил таджика, зарезал еще двоих и еще охранника, да, ведь это все снимал на видео, но это полный писец. Мы допрыгались, прям сегодня язык чесался сказать об этом, что
они даже, так сказать, это, ну, так сказать, вот этой войной, украинской войной, до такой степени внушили детям своим, что уже дети охотятся на, так сказать, по-ихнему, до чурок. Исходя от этого, узкожопые дали, так сказать, своему ебучему потомству такое направление, что черных, ну, под названием наших, да, наших, узбеков, таджиков, кыргызов, мочить подряд. Но это, я думаю, уже перебор полностью, как сказать, деградация России пришло к своей, ну, так сказать, этот, точке, последней точке к тому, что уже дети могут охотиться ножами. Я считаю, 15 лет это ребенок, потому что я помню, 13 лет я переехал в Башкортостан с Узбекистана, я был вообще там сопляк. И 15 тоже я не был еще кем-то. Я не могу понять, как это вообще, да, брать нож и идти искать кого-то. Особенно такой момент меня удивил. Ищет какую-то черную, наверное, училку. Он пришел за училкой, но попали под раздачу дети. Это ведь нужно ведь таким ублюдком быть. И, ну, конечно, я здесь виню родителей. Здесь все дело в родителях. Почему? Потому что эти родители, уебищные родители, узкожопых, они в данный момент заливают в уши про Украину. Вот Украина нацисты, как в 41-45 годах, поэтому у них вот эта дичь заела уже дома, у них в дома вот это все каждый день происходит. И ребенок уже тоже сам сидит в комнате, дрочит, грубо говоря, и у него голова уже пухнет, и он берет нож, ну, пойду-ка я потренируюсь, блин, надо замочить кого-то там, блин, и каких-нибудь чурок, блин, понаехавшихся. А сами эти ублюдки заполонили, блядь, мой Ташкент, заполонили, блядь, нахрен Таджикистан, Кыргызстан. Все эти ебучие релоканты уехали туда, блядь. Ну, суки, вы определитесь уже, блядь, что у вас ебучей в этой пидорасии происходит полный экстаз тому, что, блядь, нахрен деградация, блядь, путинского режима уже перешел черты, блядь, ну, кстати, блядь, перешел черты, блядь. Оно же, блядь, под Москвой происходит это вроде бы, блядь. Но оно там и должно родиться, блядь. Оно там, оно и рождалось, блядь, по идее, блядь. Хорошо, как-то в регионе это не получилось еще. Но и в регионе будет. В регионе тоже будет. И вот этот самый интересный момент тому, что это происходит в подмосковной школе, блин. Удивительно, далеко даже ходить не надо. После этого, когда мне здесь, в Европе, об этом тоже потом поговорим, говорят о том, что «А что ты с России уехал?» Ну как можно, блядь, нахуй жить в этой России, особенно в Москве, если там, блядь, ты живешь вроде, внутри, блядь, натуральных нацистов, блядь. Это же я, блядь, 1000 раз уже в своих эфирах говорил, что нацизм, блядь, Москвы я почувствовал с детства, но в детстве я не был в Москве, я почувствовал ее в регионах. Но потом мне дало понятие общаги уфимской, потом второй этап, это была армия. И уже в конце, уже когда я приехал как мусульманин в Россию обратно из Европы, тогда я уже ощутил полной, блядь, краски всего, что мы чурки, за мной, грубо говоря, гнались, когда я на работе был, нападение было, и это все, я это уже увидел и ощутил. Когда уже речь идет о том, что мы взрослые, мы понимаем это, ну, эти нацисты, это, и это переходит в детях, но это, я считаю, что это уже полный, блядь, нахрен беспредел тому, что родители узкожопых учат детей своих ненавидеть наших детей. Вот я как чурка, блядь, для них говорю, блядь, значит, они, блядь, учат узкожопых детей против моих детей.
После этого мы должны молчать, после этого мы должны, блядь, терпеть это. Я не могу понять, почему таджики, почему узбеки, кыргызы это не могут понять, блядь. И самое интересное, еще недавно тоже написала в комментариях в той группе в Чайхане, что она ведь работала там, получается, уборщицей в этой школе. Самое удивительное, что мать тоже работала там. Мать работала там, и именно ведь нужно найти именно того ребенка, уборщицы, и замочить его. Получается, он знал это все. Он уже намеренно к этому шел, блядь. Он каждый момент знал, блядь, что будет происходить, кого цеплять, блядь. Он именно искал чурок, блядь. Это куда катится нахуй? После этого, блядь, я еще где-то увидел хуй какой-то душил, блядь, в автобусе, блядь, одного таджика или узбека, просил, чтобы он оплатил, блядь, то, что он не оплатил, а он оплатил телефоном, через НФС оплатил, а он его душил в автобусе, нападал на него. Тоже такой какой-то ролик увидел, я не знаю, закидывал его или нет себе в Телеграм. Ну, полный трэш, короче, в России происходит. И вы все равно туда едете, блядь. Самое удивительное, что эти азиаты наши едут туда, блядь. Ну, вам же уже 3 года, вот, допустим, я до этого вам не мог говорить. Я внутри Москвы был. Но я все равно вам как-то сопутствовал, блядь, что-то говорил тому, что вы хотя бы работаете в нормальных местах. Но когда уже я переехал сюда и начал уже, как это сказать, рот открыл свой, я уже начал вам говорить о том, что вы должны покинуть Россию. Приезжайте вот сюда, в Европу, блин. Мне даже не страшно вас звать в Европу. Почему? Потому что здесь уже до такой степени беспредела нету. Здесь беспредел делают подобие Брейвика. В Норвегии один хуй был. Он сидит вроде бы. Еще какие-то придурки бывают тут. Ну и, конечно же, как сегодня новость пролетела, сегодня прям мне начали все скидывать о том, что какой-то черт из Сирии, блядь, нахрен, сектант. Вы не думаете, что мы до такой степени ебанутые, нахуй, мусульмане? Мы вот именно нейтралитет, блядь. Ни туда и ни сюда, блядь. Мы середина. Почему? Потому что Мухаммад Пайгамбарымыз нам сказал, держаться середины. Это правда. Налево, направо, блядь, нахуй. Это ложь. И мы на правом пути. И когда здесь, получается, сегодня ловят какого-то долбоеба подозрение того, что он хотел сделать теракт, 33 года из Сирии, блядь. Тоже, блядь, нахуй. Интересно, блядь. Что происходит вообще в мире, блядь? Бардак, блядь. Там, блядь, узкожопый убивает 10-летнего ребенка. Здесь какой-то хуй, блядь, мусульманин, блядь, становится, блядь, нахрен каким-то террористом, блядь. 33 года, блядь. Полный трэш, блядь, в мире. Один день, блядь, не зайди, блядь, в новости, ты просто как будто остал на 100 лет, блядь. А за один день ты набрал столько новостей, как будто ты уже 100 лет назад, блядь, сдох, блядь. И снова и слышишь это дерьмо, блядь. Что происходит в мире, блядь? Мы не можем понять, блядь. И самое интересное, то, что этого ребенка, получается, начали, еще где-то увидел, чмырить в группах, узкожопых группах в Телеграме, блядь. Начали его чмырить. Ну, не знаю, я сейчас его найду или нет, но увидел, где-то я закинул, я не знаю. Там такой хрень идет, блин. Даже за убитого ребенка узкожопым не жалко, блядь. Представляете? Там было написано, то ли я что-то, блин, вот где-то только что ведь это происходило. Где это я увидел, блин. Короче, там говорится о том, вот просел, я не знаю, где это было, только что. Там говорится о том, что типа какой-то там, ну типа того, что какой-то кто-то там родил какого-то ублюдыша и убили этого ублюдыша, блядь. Это как бы избавились от этого ублюдыша, выродка, выродка. Избавились от выродка чурок. Ну, типа, это класс, блядь. Ну, это пиздец, блядь, нахуй. Поэтому я призываю всех, в первую очередь, сейчас речь идет о таджиках, да? Таджикам еще раз я вам говорю,
Вот я как по какой-то части узбек, я вам говорю, хватит ездить в Россию, унижаться. Вам нужно создать свою какую-то группу против узкожопых. Сделайте таджикская группа какая-то, я не знаю, как русская община, таджикская община, узбекская община, кыргызская община, казахская община. Башкиртам и татарам я уже давно говорил уже об этом. Всем нужна своя община. Выходите, выходите, уже пора вставать. Уже сколько можно терпеть это, блядь. Делайте что-то. Правительство вы не ждите. Ни узбекское, ни таджикское, ни кыргызское правительство никогда не встанет против Москвы. Поймите, она кормится ими, сосет у них. Вы забудьте про правительство. Если они даже какую-то ноту отправят, ноту какую-то, это отправится просто лицемерным образом, блядь. Просто. А вы, получается, потеряли, грубо говоря, мать потеряла своего ребенка. Не на войне, блядь, не где-то, блядь, а просто нахуй в школу отправила ребенка и зарезали, блядь. Ну это же пиздец, блядь. Вот, допустим, у меня тоже дети есть. Сейчас они в школу пойдут и скажут, чурка какая-то. Ну, а у меня же дети тоже чурки. Вот чурка, ага, дайте-ка пырнем, блядь, убьем, блядь. Ёпта, куда мы катимся, а? Поэтому это в первую очередь относится к путинскому режиму. Вы далеко не ходите, далеко не ищите, не вините этого 15-летнего нахуй ублюдка узкожопого, не вините его, не в его дело. Он человек, грубо говоря, можно сказать, системы. Мы не можем даже сказать, что этот пидорас не работает и не посланный Москвой. Мы не можем это сказать. Это явно может быть, мы можем делать такие выводы. Посмотрим, давайте такой вывод. Мы не можем сказать нет, мы не можем сказать да. Это выродок из узкой общины. Это раз. Нацист, созданный Москвой. Это два. Может же быть вариант? Может, блядь. Мы же не знаем, мы же не можем это сказать. Третье, это просто долбоеб, который решил, блядь, нахуй потренироваться на людях, как убивать. Вот, 3 варианта, а можно там 10 вариантов сделать. Но это догадки, это просто мысли вслух. Но мы понимаем, что это не означает, что мы просто увидели какое-то убийство, забыли и все плюнули. Нет, Туганна. Это как раз-таки по нашей теме. Это по нашим душам, можно даже сказать, относится, блядь. Вы не забывайте о независимости наших республик. О независимости. В каком понимании? Это касается и Таджикистана, и Узбекистана, и Кыргызстана, Казахстана, всех. Независимость в том, что вы независимые ли, не говоря о нас, о Башкортостане, о Дагестане, там, о Татарстане, Чечне и так далее, Бурятии, Якутии. Мы внутри не независимы, мы зависимы вот именно. А вы снаружи попадаете под такую раздачу. Почему? Потому что ваши правители в этом виноваты. Не Путин, блядь, нахуй, а ваши правители, блядь, каблуки, нахуй, Путина, которым я 1000 раз говорю, блядь, смените свое правительство, блядь, смените Эмомали Рахмона, блядь, смените Мирзияева, Токайху, блядь, всех надо менять, нахуй. Вот и все, блядь. И тогда только вы перестанете ездить в эту пидорасию. Вот когда вы перестанете ездить туда, это будет как раз-таки тот шаг, блядь, хуезабивания на Москву. И после этого, может быть, как-то мы начнем, блядь, двигаться уже. Ну, конечно же, тут, блядь, к этому вы можете сказать, блядь, уже же залетели индусы и черные. Залетели же они уже, блядь. И это, так сказать, национальность. Ну, получается, блядь, нахрен, замена всегда есть. Замена всегда найдется. И тут вердикт какой? Вердикт простой, блядь. Башкиртам, татарам и остальным всем это звоночек к тому, что
все-таки, оказывается, зло сидит в Москве, блядь. В Москве сидит зло, блядь. Понимаете, блядь, круговорот приводит к тому, что все-таки, блядь, Москва, нахуй, блядь, здесь во всем виновата. Как вы думаете? Вот в чем прикол, блядь. То, что, блядь, умер даже этот пацан маленький, таджикский. К чему оно это привело? К тому, что, блядь, нахуй, Москва виновата. Виновата Москва. Почему? Потому что все вот это перемешанное дерьмо, что происходит в ваших республиках, почему вы в России, и то, что в России что происходит, блядь, с этой войной с Украиной, во всем, вот опять началась эта дичь. Вот что они вот. Вот тут у нас тоже, видите, на ровном месте ссорятся люди, орут на друг друга, блин, как цыгане базарные. Вот поэтому мы, что я хочу сказать, да, с пантологией меня сбили, что вся дичь, все дерьмо выходит от этого московского, блядь, братства нацистов. И поэтому мы такие, все такие, вроде бы пытаемся обвинить друг друга, но в то же время, блядь, мы не видим, что во всем виновата Москва. От этой Москвы страдает, блядь, нахрен вся страна и даже те независимые страны. И попадают под раздачу. Поэтому я считаю, что во всем, если мы так будем дальше тупить, блядь, постоянно будут убивать наших детей, взрослых на войне, и мы таким образом будем просто, как и были быдлами, блядь, оставаться в быдлом пространстве. А если мы раз и навсегда, блядь, уже в конце концов встанем и скажем, блядь, что хватит нахрен нас чмырить, блядь, убивать, блядь, и так далее, мы, наверное, уже добились бы каких-то независимых республик, в конце до концов. Почему мы к этому не идем, блядь? Мы ждем, когда нас всех детей замочат, блядь, нас замочат, блядь. Чего мы ждем, блядь? Что мы вот хотим этим добиться, блядь? Кто-то этот комментарий пишет в этом, в Телеграме. Вот, Шумбихан Дуслар. Поэтому очень печальная такая ситуация. Я не мог просто пройти. Я бы это все равно сказал бы сегодня, завтра, да, вот время пришло, я сказал. Но этим, конечно, мы ничем не поможем. Я это прекрасно понимаю. Но пусть Аллах, как говорится, простит нас за то, что мы не можем помочь в данный момент таким людям, которые попадают под такую раздачу, и мы даже не можем отомстить. Понимаете? Вот в чем прикол, блядь. Почему мы не можем даже отомстить? Это не означает, что завтра идите там что-то взорвите, блядь. Нет, я этому не призываю, блядь. Оно так не делается, оно не работает так, понимаете? Вот сегодня я же говорю, блядь, долбоеб 33 года хотел сделать теракт. Правда оно, неправда, мы же не знаем. Просто поймали кого-то, блядь, и подозревают, и забрали, блядь. Мы не знаем, блядь. Но это происходит в Нидерландах. Поэтому, это дичь происходит, блядь, убийство в Подмосковье, блядь. И это конкретно тот момент к тому, что, блин, сколько таджиков там в Москве живет, это вам звоночек таджикам. Таджикляр, шмо назми, шмо друз, вы где? Это звоночек вам. Не надо там ходить по крокусам, блядь, крокус взрывать, блядь, или что-то там убивать кого-то там, блядь. Это все хуйня. Как я в одном эфире говорил, цель важнее, поймите. То, что вы где-то хотите подзаработать, что-то взорвать, и вам что-то заплатят, или там вы от души это сделали ради Аллаха, там вы какие-то сектанты, террористы и так далее.
это не цель. Цель, она не такая. Она у вас, знаете, какая цель? Не попасть в рай. Понимаете, это не та цель. Цель – это когда твое государство под названием, допустим, Таджикистан, Узбекистан и так далее, вне зависимости от другого, вообще от другой, блядь, планеты там, блядь, там Москвы, блин, и так далее. Вот это цель. Цель вы глубже берите, понимаете? Поверхностные цели – это не цель. Заработать бабло – это не цель, блядь. Это не цель. Цель – это когда твои дети родные, живые. А для того, чтобы они были живые, обеспечивать нужно ту цель, которая на кону стоит. Высокую цель надо искать. Высокую. Они, допустим, вот сейчас наблюдаю людей, которые поехали, допустим, зарабатывать в Европу деньги. Я их понимаю, молодцы. Но можно же таким же макаром выйти из этой пидорасии и поехать в другую страну, зарабатывать деньги в свою страну, привозить свою страну, строить свою страну. Но для того, чтобы строить свою страну и не ездить по другим странам, нужно сделать экономику, уничтожить этих ебучих манкуртов внутри вашей страны и вернуться у себя что-то делать. Вот как мы хотим Башкортостан, Татарстан, Ичкерию, Дагестан и так далее взять в свои руки, и таким образом мы к этому хотим дойти. А не так, что ты приехал, там рабом побыл, тут рабом побыл, там подметал Москву, тут подметал Питер, потом уехал, и что? Твоя-то страна не развита. Наша вот Башкортостан, Татарстаном не независимый, зависимый такой же. Где результативность? Нету. Поэтому каждому из нас это касается. Возьмем даже украинцев. Вот вам наглый пример украинцев. Почему в последнее время я украинцев начал недолюбливать? Потому что, когда я услышал, блядь, 10 миллионов где-то шароебится, блядь, это пиздец, блядь. 10 миллионов съебалось из Украины, блядь. Всего их было 40 миллионов. Из них 10 уебало куда-то, блядь. Прикиньте, блядь, 30 миллионов. Из них, блядь, еще 500 миллионов, 500 тысяч, блядь, ёбнула нахуй это пидорасия, блядь, убила, блядь. Может, миллион даже убила, мы же не знаем, блядь. Миллион с России сдохло. Может, с России 2 миллиона сдохло, а с Украины 1 миллион сдохло. Мы же не знаем, блядь. Исходя от этого, мы понимаем одну вещь, что везде люди куда-то проебываются, не решают внутренние свои проблемы. Также вот и в Палестине, в Сирии и так далее. Все куда-то проебались нахуй, и никто не возвращается, блядь. А хули возвращаться, потому что там у них дома нету, ничего нету. Конечно, ничего не будет, если вы не вернетесь, блядь. Вот я, допустим, в данный момент, если бы мы пошли бы воевать против Москвы, блядь, я 6 секунд вернулся бы. Вернулся бы нахуй, разъебал бы эту Москву. Если я живой, иншаллах, останусь, вернулся бы строить Башкортостан с Татарстаном совместно в одно единое какое-то правильное общество. Вот моя цель, блядь. И каждый гражданин своей республики должен болеть такой целью, а не такой, что съебался, забыл нахуй. Вот как это мои соседи, уебки какие-то, блядь, курят нахуй, блядь, курят всякую дрянь нахуй, кайфуют, и тут живут, блядь. Им нахуй не нужна, блядь, ни Палестина нахуй, ни Сирия, им не нужно. Они приехали в рай, думают они, все, охуенно здесь, блядь. Нахуй мне та страна, блядь. Плюнули они нахуй, продали свои души, блядь. Понимаете, вот к чему пришли мы. Нахуя нам продавать свою душу, если у нас есть красивый Башкортостан, Дагестан, там, Татарстан и так далее, Ичкерия там и так далее. Нахрена нам эти чужие страны, блядь? Вот мне 40 лет, я начал задумываться больше и больше, блядь, нахуй. Оказывается, в Башкортостане было 100 раз лучше, чем здесь, блядь. Я вам вот пиздец это я говорю, блядь, как находясь здесь. Понимаете? Даже теми ебучими какими-то законами, блядь, которые в данный момент там существуют, блядь. Даже оно отличается вот этим местом. Хоть здесь ты думаешь, что демократия, но эта демократия в жопу не усталась нахуй. То, что она здесь такая. А там у нас вроде и не демократия, беспредел нахуй, а
блядь, живется как-то нормально. Только Москва заебала. Прикиньте, блядь. Цель-то, блядь, Москва у нас. Вот ее не было бы, в Башкортостане, в Татарстане жилось бы охуенно, блядь. Нам даже ехать не надо нахуй. Нам не усралась ни Швейцария, ни Норвегия, ничего, блядь. Даже та же ебучая, блядь, богатая Америка, блядь, нам не нужна. Человеку что нужно вообще, по идее, блядь, нахуй? Пожрать, одеться, съездить куда-то, блядь. Вот это. А для этого нахуй дохуя ничего не надо, оказывается, блядь. Понимаете? Вот я здесь колесил, блядь, все лето и так далее. Мне нахуй ничего не нужно, оказывается, колесить даже по миру, блядь. Я колесил, грубо говоря, нахуй, блядь, на что, что даст Аллах, блядь. На это я колесил. Альхамдулилля. А если чуть-чуть еще подработал бы я где-то и колесил бы, вообще идеально было бы, блядь. В долги не залез бы. Понимаете? Вот поэтому я считаю, что наша цель каждого должна быть такой, что мы должны бороться за свои земли. За свои земли, а не ездить женщине, таджичке, узбечке, разницы нету кому, ездить, драить полы, блядь, и при этом убивают твоего ребенка, блядь. Охуенное благодарство, блядь, узкого мира, блядь. И это мы должны терпеть, блядь. И вот смотрите теперь. Вопрос всем из регионов этой ебучей пидорасии. Вот нашим, так сказать, нашим. Вот прикиньте. Представьте. Это был бы вместо таджика, допустим, башкирт или татарин. Или еще какая-то другая нация. Как и кто реагировал бы? А мы же тоже черные такие же. Он откуда знает этот пидор, блядь, узкожопый? Откуда он знает, что он таджик или татар? Или там дагестанец? Он же не знает. Вот, допустим, это произошло бы. Как вы реагировали бы? Вы также сказали бы, ну, Аллах дал, Аллах забрал, ну, что поделаешь, еще родим кого-нибудь. Вот так, что ли, было бы? Вот так было бы? Что было бы, если бы он не был бы таджиком, нелегалом? Что было бы? Вот вопрос нам всем. А я знаю ответ. Мой ответ был бы такой. Я так и так всю жизнь был против Москвы, блядь. Когда, помню, бабушка сказала, мясо, говорит, за мясом, говорит, в Москву ездили, говорит. Я охуел, блядь. Из Уфы в Москву ездили за мясом, блядь. И я не понимал этого, блядь. Но потом уж годами я понял, блядь, и вот результат, блядь. Результат тому, что мы до такой степени, блядь, заманкуртились, что мы даже убийство своих детей и так далее будем принимать. Ой, энде смс көріп, Абзи, будь здоров, Узбек. Равшанбек, салам алейкум. Рахмат. И мы будем из-за этого, получается, терпеть вот это все, блин, быть такими тварскими манкуртами, блядь. Вот это все ощущать, как будто, блин, они назло, что ли, своя среда, знаете, вот их никогда вообще здесь не было. Они сидели там где-то. Сегодня вот прям здесь шумят, сидят, что-то. Как они мне надоели, реально, короче. Перебивает, аж мой голос перебивается. Я не знаю, что они орут. Они вообще, ну, обезьяны, что поделаешь, они достали меня, блин. Они спорят таким образом, они везде так говорят. И в комнате, и в коридоре, везде, блин. Пипец дякую конкретный, блин. Ух, бесят они меня, пипец, блин. Это цыгане, короче. Цыгане местного разлива, так называемые. Вот порой, если уж их начнешь говорить, они же рядом сидят. Ну, короче, бедуины конкретные, блядь. Конкретные, пиздец. Это клан бедуины, блядь. Не зря наш
пророк Мухаммад Пайгамбарымыз их пытался воспитать, но не смог воспитать. Нет, их тяжело воспитать, их могила только будет воспитывать. Это отдельная тема, я их не хочу даже затрагивать. Засранцы конкретные, вот может так только назвать. Неблагодарные твари. Люди там умирают у них, они сюда приходят, майшат делают. Майшат это по-узбекски кайфарики, короче. Кайфуют они здесь. Они кайфуют здесь, а люди их не там, блядь, под палатками, под дождем, где-то там в Сирии, в Палестине дохнут. А эти здесь кайфуют, блядь, которые добрались до сюда. Вот такие ублюдочные люди. Вот и все. Поэтому после этого меня уже как двулико становится, когда особенно меня бесит моментами, когда из России топят за Палестину. Зачем вы топите? Вы вообще в глаза видели этот народ? Вот я вижу этот народ, блядь. Пидорастический народ, блядь. Пидорастический. Который, блядь, нахуй, вообще, блядь, вашей какой-то доброты, вашей копейки они не стоят, блядь. Их мочат, вот, я уже очень многих людей услышал, их мочат евреи, блядь. Они рады уже, блядь. Блядь, пусть мочат, говорит, нахуй, таких засранцев, говорит, блядь. Вот реально, блядь. Реально такая херня, прикиньте. Говорит противно, но на самом деле так. Но опять-таки, мы-то мусульмане, мы должны за мусульман бороться. Но не за мужчин. Их мужчины хуже их женщин, блядь. Можно так трактовать. Почему? Потому что женщины и дети там умирают, большинство, а не мужчины. Мужчины ебанули куда-то нахуй, и все. Оставили своих детей, родных всех, блядь, а сами съебались куда-то. От войны, а не от того, что там от мобилизации, допустим, как я, да, съебался куда-то. А там от войны съебались люди. Поэтому как бы... Поэтому я, знаете, вот эту тему тоже хотел чуть-чуть пройдусь уж по ней тоже. Когда мы топим вот за них, я понимаю, что в России вы ничего не знаете. Вы просто, да, вы человечные такие, вы как будто бы мусульмане, которые должны топить и так далее. Вы молодцы, с одной стороны, но вы забываете об одном. Это касается и таджиков, и узбеков, и кыргызов, всех вас касается. Дагестан, Ичкерия, всех вас, всех, Башкортостан. Вы не понимаете одного. Вы топите там, хуй знает где, на Луне людям, не осознавая, что у вас у себя под носом творится дерьмо, блядь, в вашем правительстве, в ваших людях, убийство этого ребенка в школах, блядь, а вы топите за каких-то засранцев, блядь, бедуинов, блядь. Понимаете, вот в чем прикол здесь происходит, блядь. Вот такая дичь нахрен. Это как-то сложно в голове неописываемая теорема, блядь. Ну, блядь, я описал. Я описал вам конкретно, как это происходит, блядь. Я отдельную тему могу это сделать, эфир отдельно. Прям часами могу об этом говорить, но стоит ли нахуй кости перемывать этим долбоебам? Не стоит, они даже этого не стоят, блядь. Лучше поговорить об уничтожении Москвы, блядь. И то, блядь, нахуй польза есть. Поэтому не зря же как раз-таки сказано, блядь, сперва себя обеспечь. Себя сперва, как говорится, в хадисах или где там говорится по исламу, да, сперва себя обеспечь, потом родственников, потом уже третье поколение, ну, так сказать, третий этап, третью ступень, блядь, переходишь. А мы что делаем, блядь? Ни себе, ни детям, нахуй, блядь. Где-то печемся, а хуй знает о ком, блядь. Они о нас пеклись. Вот прикиньте, вот сегодня на днях мне вопрос возникал об одной теме. Я же вам об этом как раз про Турцию говорил, про другое, про все. Вот прикиньте, происходит, блядь, кипиш, допустим, в Индонезии. Ну, допустим, там штурм, что-то тонет, все, люди умирают. И чем вы помогли? Чем вы можете помочь им? Вот чем вы можете помочь им? Вы можете помочь только дуа, делать дуа за них, ради Аллаха. А чем вы поможете? Вот из России, чем вы поможете?
Отправите что-то, гуманитарку, ну, государство отправит вместо тебя. Что ты можешь лично помочь? Ничего. И тут ответ. Почему мы не можем помочь? Потому что у нас нет независимости. Только независимая. Я охерею, блядь. Я где сижу, они где сидят, я их слышу больше себя. Ну, обезьяна, что поделаешь, блядь? Вот исходя от этого, нужно думать только о своей нации. В данный момент о российской национальности надо думать. Имеется в виду о нациях России. Надо разобраться внутри России, думать о нас, об Азии, в конце концов, который рядом. Но не хуй знает где-то там в ебенях о ком-то думать, понимаете? Еще уделяют манкуртам, которые топят за Палестину, но при этом вот точно подметил вот Дагестан, да, вот точно четко братан сказал. Вот это меня вообще убивает, блин. Я же один день вроде говорил об этом тоже. Вроде бы, блядь, узкожопые топят, блядь, за что-то там, блядь, нахрен. Допустим, они могут топить, блядь, за Израиль, там, за Палестину. У них несколько лагерей, блядь. Одни за это топят, блядь. Но в то же время мочат украинских детей. 700 тысяч спиздили куда-то, не могут найти, блядь. Вот где лицемерие. Я об этом и хочу сказать тем нормальным, за нас, за свою нацию, за нас, блядь, которые вот за нас, блядь, которые против Москвы, я примерно вам говорю. А тем, которым, блядь, манкуртам, это вообще не дойдет, блядь. Эти идиоты, вообще люди идиоты, я считаю, блядь, которые, блядь, вроде бы, блядь, дохнут их же дети на войне, блядь. Вот сколько мы уже, да, людей похоронили по Башкортостану, Дагестану, там, по всем республикам, хрена похоронили людей, а они все равно, блядь, вот так, блядь, руку поднимают, нахуй, хай Путин, блядь, за Путина топят. Ну, это же не тупизм ли, блядь, а? Потом еще ведь они еще спорят, блядь. И мне аж обидно становится тому, что в наших нациях есть такие дегроты, блядь, которые уже неизлечимые долбоебы, блядь, неизлечимые, тяжело, блядь, им что-то сказать и так далее. И это очень печальная ситуация, очень печальная, и которая она дает нам, вот если вспоминать опять этого 15-летнего сопляка, дает детям даже эта отдача. Как раз кто-то же сказал, блин, где-то сегодня услышал, что эти долбоебы, говорит, семьях, блядь, орут, блядь, про чуры, дети это впитывают, и потом начинается вот, блядь, ножами, блядь, это начинается, блядь, кидалово, блядь. Понимаете? Вот хрень какая происходит, блядь. А если вспоминать еще одну хрень, школу, блядь, в школу кто пришел, блядь, весь такой, блядь, с оружием, блядь, долбоеб один. Вроде татарин был, вроде бы, нет? В прошлом году вроде бы, или когда это было? Недавно, блядь. Тоже, блядь, ебанизм произошел уже, блядь. Вы понимаете, здесь тут пиздец, что происходит, блядь, в этих школах. А почему? Почему? Потому что, блядь, нахрен СВО есть, убийцы возвращаются, показывают пример, видосы, телеграммы, все дерьмо грузят. Я же сказал, чтобы мне не кидали такие ужастики. У меня есть один чувак, любит он такие ужастики смотреть, моментами иногда присылал. Слава Аллаху, сейчас не присылает мне это дичь. Дичь узкожопа, где там вообще страшные вещи происходят. Не смотри на их крики. Все, меня слышно, ну, альхамдулилля. Благодарю. Да. Русским, татарином, который я себя называл. Не знаю, какой-то же весь обмундирование зашел в школу, что-то стрелял или что делал он, что он делал, блин. Кем он был, блядь? Урод какой-то, блядь.
В прошлом году, что ли, или вот летом было же какой-то долбоеб какой-то был же, не помню уже. Ну, тоже говорили, наверное, о нем мы, говорили. Не может быть, что мы не говорили. Просто, просто удивляет другое, блядь, что в наших республиках эта реакция не раздувается. Вот в чем проблема, блядь. Почему она не раздувается? Нам эту реакцию любую нужно научиться раздувать. Алло. Раздувать таким образом, извиняюсь. Тут прохладно, что-то пипец. Они то ли двери открывают, то ли что. Все-таки это зима на улице. Хайрли киш. Ладно, хайрли. Этому человеку пора лечиться. Вот. Вроде успокоились. Ну, время позднее, понятно. Людей то ли 6, то ли 8 становится, по-разному становится людей. Вот. Я же даже не знаю, как сесть на этом диване, блин, пытаюсь и так сесть. Уже этот, знаете, присесть даже невозможно как этот. Давайте посмотрим, что-нибудь послушаем, потому что я не слышал все подряд сегодня. Ну, нереально слушать, как бы. В комнате сейчас у меня как бы люди. Этот человек наркоман конкретный, он не выходит из комнаты. Ну, нереально, короче. У меня очень тяжкие времена пока. Вот, как раз-таки в группу закидывали сегодня этого ублюдка. Давайте покажем это рожу этого пацана. И там в комментариях очень много было написано, откуда это вырвано, я не знаю, но в другом инстаграме в комментариях было написано, а рожа-то, блядь, не русская. Понимаете? Сейчас, если этот пойдет туда-сюда, да, ведь скоро, блядь, его скажут, блядь, какой-нибудь башкиром, блядь, или татарином скажут. Там, а рожа-то, блядь, явно не русская. Понимаете? И самое меня удивляет другое, блядь, нахрен, что этот узкожопый, блядь, написал там в своем шлеме, блядь, против даже евреев, блядь. Я просто в ахуе, блядь. Против жидов, блядь. Что такое, блядь, нахуй? У него на каске написано, если кто хорошо внимательно читал, что написано у него на каске. Но меня убивает другое, что у 15-летнего как могут дойти мозги, что он еще пытается определить, кроме чуров, жида еще выносит на, так сказать, пьедестал этого писанина егошней. Это уже, получается, звоночек к тому, что если уж вот так подумать, да, 15 лет человеку, блядь, и написать именно такие национальности, ну, я думаю, блядь, это, ну, это не его мозг. Вот понимаете, это не его мозг. Почему? Потому что узкожопый написал 15 лет против жида, которого он в глаза еще не видел, блядь. Кто такие евреи? Он в глаза он не сможет их отличить, блядь, от своих узкожопых, блядь, там, подавно пидорасии, блядь. Он что, в Израиле жил или что? Исходя от этого, блядь, он никак не мог это, ну, я считаю, что не мог он в своем мозге это, так сказать, написать. И это точно наведенный ребенок, которого кто-то из взрослых к этому подвел. Просто подвел, так сказать, каким-то сектантским образом, чтобы этот пидорас взял в руки нож и пошел в школу. И я считаю, это подготовленная, блядь, диверсия со стороны ФСБ. Вот как-то, я думаю, работает, блядь, над детьми ФСБшные крысы,
И они подводят детей под такую хрень. И когда его же как бы в живого взяли, понимаете, еще вот, сами подумайте, нахуя такого пидораса брать живым, блядь. Могли бы просто ёбнуть и закрыть дело. Но его берут живым. Почему? Потому что ихние подопытные крысы это. Ихние подопытные крысы, они не могут его убить. Почему? Потому что через какое-то время как будто бы могут ему сказать, там, мы его посадят, может и не посадят. Потом, если даже посадят, блядь, с задней, так сказать, двери его выпустят и куда-то определят, спрячут. Чтобы для дальнейших, нахуй, каких-то работ, когда он вырастет и так далее, он будет уже конкретно заточенный ихний киллер, блядь. Вот такая версия тоже может здесь работать. Мы как бы не знаем же, мы же не знаем, блядь, сути. И мы это не узнаем, блядь, нахрен. Нам дадут столько информации, сколько нам нужно. Вот и все. А в Москве, блядь, это легко. Это легко, блядь, нахуй, делать, блядь, такие действия. Если они даже где-то в Мали, блядь, Буркина-Фасо, блядь, нахрен, в Судане творят какие-то хрени, посылают своих, блядь, людей и творят всякие странные диверсии, блядь, которых даже не осознаешь, что это произошло, блядь. Вот это из этой категории. Это из этой категории, как бы здесь, я так считаю. Почему? Потому что оно к этому и ведется. Потому что 15 лет, до этого вот этот татарин какой-то, блядь, и этот, блядь, нахрен. Вам не кажется, что что-то часто это происходит, блядь, часто происходит, нахрен? Давайте тогда завтра, блядь, опять еще какие-то дети пойдут, блядь, без остановки, нахуй. Это уже как бы звоночек к тому, что их кто-то готовит, блядь. Готовит, нахуй. И вот что тут написано. Ни один канал России не показал эту мразь, которая безжалостно, целенаправленно на национальной почве убила 10-летнего ребенка. Таджики, узбеки, кавказцы всегда на первых полосах. Даже 15-летнего Муслима Мурдиева, который заступился за друга москвича, будучи в 14-летнем возрасте, целый год таскали по судам, а в конце осудили на 1,5 года. Эту же тварь нигде не показали. Я молю Аллаха, чтобы ты испытал то же, что испытал этот ребенок. Ну, что я могу сказать, блядь? Пусть знает весь мир то, что не покажет по ТВ. Репост. Ну, это вот кто-то в группу закинул. Еще раз повторюсь, блядь, я без слов даже остался. От того, что я прочитал даже, блядь. Ну, на самом деле, да. Это до такой степени унижение нашим нациям, что мы не можем дать ответку. Вот это меня бесит, блядь. Еще раз повторюсь, ответка не в том, что пойти надо сейчас мочить детей, блядь, узкожопу. Это не ответка, блядь. Я еще раз вам говорю, наша цель – это Москва. Это Москва, не дети, не женщины, блядь, ни бабушки, ни дедушки, ни мужчины даже, нахуй. Наша цель, блядь, Москва, уничтожить Москву, понимаете, блядь. И у таджика, у кыргыза, у узбека должна быть цель одна, блядь. Вместе с нами уничтожить Москву. Вот к чему это все идет. Аллах Та'алям показывает нам всем по-разному какие-то действия. Действия, те, которые спят. Мы пока в спящем режиме. Этот спящий режим Аллах Та'алям нам показывает разными способами, доводя до нас, что мы не на правильном пути, блядь. Мы тупые, блядь, мы ждем что-то, боимся, блядь. Боимся, блядь, но детей мочат. Мы даже, блядь, не умираем, а дети умирают, блядь, 10-летние. 10 лет, блядь, ребенку, блядь. Не говоря о том, что в Палестине вообще детский сад подыхал. Никто им, блядь, руку помощи не подает. Свои же арабы даже. Но мы же не арабы. Мы же должны быть, блядь, нахуй, наверное, поумнее их, блядь, если аж они бедуины тупорылые, блядь. Но мы-то, блядь, не такие. Мы же не такие, блядь. Все-таки нам, блядь, нахуй, если уж на то пошло, блядь,
все же любят СССР, блядь, все-таки же нам, блядь, школу давал СССР, значит, мы уже цивилизованная, нахуй, нация. Если уж на то пошло, блядь, если узкожопые себя считают цивилизованными. А у нашей истории, блядь, 2000-3000 лет. Понимаете, как, блядь? Круговорот, блядь, в мозге этого бардака дает о себе знать о том, что мы не тупорылые. Мы не тупорылые, ни дагестанцы, ни чеченцы, ни башкорты-татары, чуваши, узбеки, казахи. Мы не тупорылые, поймите. А то, что манкурты, которые любят, блядь, эту Москву ебаную, блядь, это не означает, что это мы все. Поэтому, исходя от этого, каждому из наших нужно донести то, что наша цель – это уничтожить Москву ради наших будущих детей. Всегда я ему говорю, ради будущих детей я иду. Я иду ради будущих детей, я не иду за себя. Если я останусь в живых, значит останусь. Нет. Нам нужно найти тех именно людей, которые пойдут ради своих детей, ради своих внуков и так далее, а не так, что мы, блядь, нахуй, вот сейчас мы пожили, там, допустим, каждому 80-100 лет дало, как говорится, Аллах Та'аля нам даст такой, да, допустим, дает нам такой возраст. Может, 50 он нам дает. Может, вот я 40 лет, мне может, 10 лет только осталось. Мы же не знаем. Понимаете? И исходя от этого, у нас есть вот этот маленький промежуток, которым мы должны уничтожить Москву, блядь. Вот и все. Мы должны это закончить раз и навсегда, блядь. Почему? Теперь чуть-чуть давайте обсудим о том, что происходило со мной эти дни. Как раз суть, так сказать, весь сыр-бор, вот это убийство и так далее, все в одном флаконе. Я был на интервью. Мини-интервью, можно сказать, блядь, 1,5 часа было это. 1,5 часа мне мозг выносил один чувак, какой-то Рикардо. Его зовут, Рикардо, я запомнил вот так, короче. Ну, он сам тоже, значит, явно не местный, который меня допрашивал. Переводчик была женщина по телефону. Пиздец, нахуй, она тупила на переводе. Она то ли переспрашивала, то ли недопонимала меня. Она не понимала, говорит, до хрена тут тупизма происходило. Ну, суть разговора в чем? Суть разговора в том, что я понял, что они ненавидят, нахуй, людей, которые пиздят на русском. Понимаете смысл? Они ненавидят меня, ненавидят то, что я из этой пидорасии. И поэтому они просто, грубо говоря, блядь, пытались, блядь, там меня затоптать. Это мягко сказано. Можно сказать, блядь, зачмырить. На их допросе. Ментовской допрос. И в тот момент столько в голове мыслей пролетело у меня. 20 минут я терпел. 20 минут, может. Ну, полчаса, может, я терпел. И взорвался. Когда на тебя начали гнать о том, что, блядь, как у нас говорят, емагян сомсага, хотели, я чтобы оплатил. Несъеденную самсу я должен был оплачивать. Ну, такое выражение есть в Узбекистане. И меня убило то, что я, блядь, приперся нахуй с Португалии, с Испании, блядь, Франции, Италии, блядь, где только не был, нахуй, по всем странам, блядь, шароёблюсь 3 года, и они пытаются меня таким образом, блядь, нахуй, унизить то, что я должен, оказывается, просить там, где мне отказали, и вернуть меня туда, откуда я приехал, блядь. Допустим, во Францию. И все, пошло-поехало, меня завели, я начал гнать. Окей, я говорю, блядь, давайте теперь тогда поговорим о том, что где ваша демократическая, нахуй, Европа ебаная, нахуй? Где она, блядь? Покажите. Я, говорю, блядь, съебался с коррумпированной страны, блядь, под названием Пидорасия. Ну там-то не матерюсь я уже. С
с этого дерьма уехал, приехал. Раз страна, блядь, не дали. Два страна, 2 года помурыжили, выкинули. Еще страны, что-то не дали. Это. Короче, я говорю, блядь, вы уже определитесь, сука. 3 года я как бомжара хожу туда-сюда, нахуй, блядь. У меня тоже жизнь есть, я говорю, блядь. Мне тоже надо что-то, блядь, семью строить, туда-сюда, блядь, нахуй, что-то надо делать, я говорю, блядь. Плюс я говорю, блядь, у меня дело тут стоит, нахуй, по ликвидации Москвы, нахуй. А вы еще мне мост тут выносите. Я говорю, дайте мне или адвоката, блядь, дайте или что-то, блядь, если вы можете помочь. Если вы не можете, блядь, нахуй, я говорю, мозги мне не ебите, и я поехал, нахуй, в другую страну. Не надо, нахуй, меня, говорю, сажать снова, блядь, нахуй, не надо меня в наручники, нахуй, кидать, в кандалы и в обезьянник, не надо, я говорю, закидывать меня, уже надоели вы, я говорю. И конкретно давайте мы будем общаться о том, что вы можете или не можете, блядь, вам жалко или не жалко. И тот момент я сказал, почему, я говорю, вы черным, оттуда, снизу, сверху, блядь, даете, а кто из пидорасии не даете? Это что за нацизм, я говорю, блядь? Это получается у вас тоже нацизм, блядь? Или как это можно понимать, блядь? И он это все пишет, понимаете? Там он, наверное, хотел пару листов только написать, уже заебался. Наверное, настрочил он, блядь, на компе, ну, как швейная машинка, строчек. Наверное, листов 10 А4 написал он, блядь. За 1,5 часа. Ну, я чувствую, что он пишет, блядь. Ну, я же вижу, что он пишет. И он все, так сказать, блядь, от моих слов сказанное, он сказал. Но свидетелей-то нету. Ну, связь или что-то где-то все равно идет запись. Аудиозапись идет где-то, я думаю. Но если даже они захотят это, они скроют это, блядь, и спрячут то, что я сказал. Но я сказал, буду, и если я сейчас рот открою, значит, это по моему кейсу. Но если вы хотите по моему кейсу послушать, тогда ваши вот эти 1,5 часа не хватит. День-два, блядь, мы можем договориться. Проведем эфир с вами. Вот в таком бешенстве я вернулся оттуда, блядь. До ума не довели, они сказали, посмотрим, пока ответ мы сразу не даем, мы услышим ответ, допустим, Франции, ответ Хорватии, еще кого-нибудь нахуй, в каких странах я был, и потом поставим какой-то вердикт, блядь. Я говорю, ну, мне похуй, я уже говорю, блядь, на ваш вердикт, блядь. Главное, блядь, моя задача, я, как говорится, должен выйти, как говорится, с этой ситуации сухим, так сказать, блядь, чтобы меня не швырнули куда-нибудь нахуй в Москву. Вот самая задача такая. Почему? Потому что я уже один раз возвращался, если вы помните, я говорил когда-то, меня один раз уже депортировали в Москву, блядь, но в этот раз, блядь, такая тема уже не прокатит. Если меня, вы сами понимаете, швырнут, то там я уже точно сухим не выйду, а меня конкретно кончают там, блядь. Замочат конкретно на месте там, на любом аэропорту, наверное, блядь. Поэтому я как бы с надеждой, да, с такой не вернулся оттуда. На всю волю Аллаха. Этим людям гарантий нету. Потом после этого разговора очень много услышал новостей, сообщений из Германии. В Германии тоже очень много чеченцев и дагестанцев немцы начали отправлять в Россию. Вообще без разговора. Только так футболят. Им нельзя, а его хотят швырнуть. Вот такие вот очень такие печальные истории происходят здесь. Я думаю, здесь уже, так сказать, демократия Европы под вопросом. Поэтому, исходя от этого, это не просто это я говорю, это мое видение, которое я ощущаю на своей шкуре. Мы должны будем это, так сказать, для себя на заметку взять, что в наших республиках контроль будет очень жесткий. И это не переписывание, блядь, нахуй Конституции Европы. Это не переписывание Конституции вообще до России, это, блядь.
Это новая конституция Башкортостана, там, Ичкерии, Дагестана, Татарстана, Бурятии и так далее. Это все будет новая конституция, блядь, которая ниоткуда не переписанная будет, нахуй. Нам сралась нахуй, блядь, это демократические нахуй эти страны. Нам ничего не интересно. Нам ничего, это не подходит. Я вам это говорю, блядь. Вот и пока не увидишь мир, нехуй пиздеть, да? Вот я увидел мир, я могу пиздеть теперь. Имею право пиздеть, блядь. Рассказывать своим, как нужно и как что делать дальше. И поэтому, исходя от этого, я понимаю, блядь, нахуй, если даже брать пример этого ужасного случая, блядь, с этим мальчиком-таджиком и этим нацистом, блядь, узкожопом, мы понимаем, что если здесь не работает закон, то в этой пидорасии этого закона вообще нету. И он и не родился, этот закон. Нету этого закона, блядь. Вы не думайте, что Конституция России, она вообще для людей. Она не для людей. Она для посадки людей. Она для уничтожения населения, блядь. Вот для этого она работает. А для того, чтобы спасти человека, она не работает. Вот и все. А в Европе то же самое, но только в облегченном виде. То же самое, только оно работает по-другому. Оно работает за свой народ, а за нелегалов, подобие меня, оно работает вообще противоположно. Теперь, надеюсь, я вам объясню, как оно работает. Получается, для России оно работает для всех одинаково, в гребенку всех ебут, а в Европе за свой народ топят, а работают против наших, точнее тех, которые просят у них убежище и так далее. Вот такая вот система. Чтобы у нас вот не попасть в такой просак, мы должны понимать и ту сторону, и эту, так сказать, демократическую Европу, что как она работает. Поэтому мы должны будем быть нейтралитетом. Почему? Потому что мы мусульмане, и мы будем нейтрально вести всю, так сказать, эту, так сказать, конституционную систему. Нейтрально. Ни тебе, ни мне, ни ему. Все честно. Честность только нам нужна, честность. И нечестная, так сказать, Россия и нечестная Европа, она от друг друга по сути далеко не ушла. Лицемерие и там, и тут. Где-то переборщено, особенно в России, а здесь недоборщено, так сказать, блядь, недосолено. Но оно есть. Дерьмо и тут существует. Поэтому именно приходя к такому мнению, я хочу сказать еще, что если мы будем дальше молчать, то мы никогда не придем к независимости. Никогда. И почему я этот разговор таким образом говорю? Вы думаете, наверное, сидит в Европе и этот их, грубо скажем, чмырит. А почему? Потому что именно моя суть в том, что разоблачать таких пидорасов, где нет честного общего положения. Это не то, что там зов, так сказать, зов души, или как это называется, крик души, блядь, или как это, блядь, называется, крик души. Нет, это факты. Это конкретные те факты, которые я испытываю на себе, где мы не должны ошибаться. Мы не должны, вообще не имеем права ошибаться. Если ошибемся, получается, мы потеряли свою, так сказать, идентичность. Мы стали, получается, против себя, мы стали лицемерами, мы стали против даже Аллаха, даже не замечая этого. Почему? Потому что если мы проигнорируем, получается, какое-то происшествие в пользу кого-то, и это произойдет как бы нечестным образом, но мы будем это считать, как будто бы это нормально по Конституции, это все, это уже тот звоночек будет к тому, что мы на пути шайтана. Мы лицемеры, и мы ничем не будем отличаться от узкожопов и от европейцев. Ничем. Поэтому у нас должно быть что-то другое. Вот в данный момент это что-то другое можно назвать Китай.
Почему европейцы, американцы там идут против Китая? Почему? Потому что у них другая система. Другая вообще, блядь, нахуй система даже не как Россия. Нельзя говорить, что они одинаковые братья. Но система не такая, поймите, блядь. Система, она такая хитро выебанная система Китая, блядь. Она думает о себе по-свойски, другая система. А у нас какая система, блядь, должна быть в будущих наших республиках? Такая, чтобы мы должны контролировать нейтралитет мира. Вот к чему я веду этот разговор. Мы должны стать нейтралитетом мира. Нейтралитетом, блядь, демократии даже. И псевдо-нахуй ебучий капитализм Америки, блядь, и всякий шайтанизм, блядь, нахуй, вот этих пидорастических стран, блядь, подобие, блядь, нахуй, Израиля. Поэтому мы должны быть нейтралитетом. И это не означает, что мы должны построить исламское государство прям в пещерном образе. Нет. Вот именно исламское государство честное. Вот, допустим, мы видим, блядь, Дубай и так далее. Лицемерные страны, блядь. Мы должны превзойти их. В хорошем понимании. Не в том высокомерном понимании, а в хорошем понимании мы должны превзойти их и уничтожить их лицемерие. Чтобы каждый, который вступит в нашу землю Башкортостана, любого, даже Чувашии, даже Мариэля, хоть они крестоносцы будут, они хоть кем они пусть будут, в их земли они должны будут ощутить даже европейцы и ебучие евреи, блядь, любой кто, который, блядь, ведет свою какую-то диктатуру нахуй, должен будет ощутить нашу нейтралитетную честность, блядь, нахуй. В любом понимании, нахуй, в любой адрес, блядь. Хоть, блядь, инопланетянам, нахуй, мы должны будем честными, добрыми и так далее. И не говоря о том, блядь, там, населению других стран. Вот примерно у нас должно быть вот так, блядь, чтобы к нам, от нас не чурились, нахуй, все, ой, бля, ебаный Башкортостан, блядь, нахуй я туда поехал. Вот этого не должно быть. А должны, наоборот, тянуться к нам, блядь. Тянуться со всего мира, блядь, к нам, чтобы приехать посмотреть на нашу цивилизацию. Цивилизацию именно в том понимании, что у нас будет именно нейтралитетная страна. Страна, где, блядь, сука, любой нахуй, вот это, так сказать, суд Гааги, вот это Гага, блядь, они как мне Гага, блядь, прикалывали меня в тот день, блядь, первый раз, когда я поехал на интервью, я им говорю Гага, а эти пидорасы, чё? Я говорю Гага, чё? Типа вот это, блядь, хуйня, а у них это Хага, блядь, ха-ха, блядь, ну Х буква, хуйня, типа. Вот эта буква у них используется вместо Г, блядь. Ну вот, короче, у нас должно быть нахуй миллион раз лучше, чем это ебаная суд Гаги, блядь. Вот примерно я вам объяснил. Вот эта система у нас должна появиться. И мы это сделаем. Вот мы на этом пути будем, иншаллах. Мы на этом пути будем. Почему я когда-то вам эфиры, когда вел, говорил о Башкортостане и в Татарстане именно система ислама, система честности. Но вот этот как раз-таки, после вот этого, то, что я увидел, блядь, на своих интервью, я это дополнил этим, что я, ну, как бы, так сказать, пришла идея, да, может, так сказать, вырос мозгами, можно сказать так даже. Такая колоссальная такая интересная идея, что именно нейтралитет, оказывается, мы будем держать в наших республиках. Вот к чему мы идем. Вот наша цель, оказывается, к чему. А не то, что лицемерная Европа и вообще конченная Россия. Понимаете, вот в чем прикол здесь. Поэтому, когда я вам говорил, что какую, блядь, в Бельгии, когда я ехал, я вам даже снимал где-то, блядь, в ТикТоках или где, блядь, я не знаю, в Ютубе грузил или нет это видосы. Вы видели там месяц назад, помните, когда я ехал на велике, переезжал с одного места на другое. Лукойл, блядь, охуел, блядь. Лукойл, блядь, в Бельгии, блядь, в Брюсселе, где-то там, куда-то я заехал, блядь, там увидел, блядь. В Антверпене или где-то я увидел, блядь. Я охренел, блядь.
После этого и думайте после этого, что, блядь, это лицемерная нахуй война, блядь, уничтожение, блядь, наших людей, блядь, в этой ебучей, блядь, Украине, нахуй. Ну, убивает наших людей, блядь, и стой, со всех сторон, блядь. Так даже узкожопых убивает. Хуй с ним, блядь, даже узкожопые там лохи умирают, блядь, в этой ебучей войне, блядь. А зато, блядь, а Лукойл зато, блядь, покупает, нахуй, Брюссель, блядь. Охуенно, да? Где НАТО, блядь? Понимаете? Вот где, блядь, нахуй, нет нейтралитета. Нет честности, блядь. Почему? Потому что, блядь, им важнее бабки, деньги важнее, газ, бензин важнее им, блядь, нахуй, чем твоя война, блядь. Круговорот денег, блядь, идет. И тут, нахуй, они создают санкции. Нахуя санкции, если, блядь, бензин продается, блядь. И самое интересное, блядь, наш бензин, блядь. Наш, блядь, бензин, сука, нефть, нахуй, у нас, блядь, в наших республиках нефть, не в Москве. Вот это меня убивает, блядь. И вот, переходя к тому, что мы когда говорим, блядь, еще одну вещь сегодня услышал, добавлю. Когда мы говорим, что Азия тут ни при чем, мне же постоянно говорили, помню, когда я первый раз начинал, рожу когда не показывал, этот YouTube меня же как бы накрыли, эти пидорасы закрыли же, ну да, страйками, где там 3900 было. Я сейчас даже эти 3900 не могу накопить обратно. Откуда я их накопил тогда, людей, подписчиков, а сейчас до 3000 даже не могу накопить. Прикиньте, да? А там, где я рожу не показывал, я больше людей, бля, оказывается, набрал людей, не показывая свою рожу, да, прикиньте. В чем прикол, бля, я не знаю, блядь, где подвох, блядь. И вот, прикиньте, тогда я говорил, что... тогда мне говорили, что ты лезешь, блядь, в Азию, нахуй, на меня, блядь, накинулись, помню, блядь, с Узбекистана, где только меня не чмырили, блядь, пиздец говорили, блядь. Что за хуйня, хуй ты нас путаешь, блядь, вы сами разберитесь, выйдите из говна своего, Башкортостан с Татарстаном. Вот это все, помните, я вам говорил? И читал я этот комментарий, блядь, дохуя. Вот теперь давайте вернемся на год-два назад. И вот вспомним теперь, вот в 2025 году я вам вот предъявляю конкретно, блядь, то, что я услышал. Я это и знал, блядь, но я это прям сегодня услышал, свежие новости. Где-то я услышал в Инстаграме вроде бы. Или читал, блядь. Блядь. Нет, в Фейсбуке, наверное. Где-то я видел, блядь. Суть, давайте коротко расскажу. По 150, кто-то там 130, кто-то 160 долларов за баррель или там за квадратуру, я не знаю, за что, блядь, продают газ, я как понял, газ Китаю. Охуенно, да? И самое впечатляет там ответ, то, что я читал, не знаю, откуда я выкопал это, то, что там, блядь, самое дешевое, оказывается, продает пидорасия. И там как раз-таки тот чувак, кто это пишет, возмущается. Пидорасия, оказывается, Китаю чуть ли не даром отдает, блядь, газ или что-то там, я не знаю, нефть, блядь, или что. А, блядь, вот Казахстан или там Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, и еще Туркменистан вроде бы продает дорого. После этого вам вопрос. Вот азиатам. У вас газа нет дома, блядь, нахуй. Я об этом вам тоже 1000 раз говорил, блядь. Какого хуя ваше правительство продает Китаю, блядь? Так дорого, даже дороже, чем в России. В чем подвох, блядь? В чем секрет, брат? Понимаете? Брат, в чем секрет этого, нахуй, дерьма, блядь? Почему так? Вот убило меня вот это. Сейчас комментарий прочитаю. Вот, понимаете? Россия продает, блядь, дешевле, чем тот же Узбекистан и другие страны. Поэтому, исходя от этого, я что хочу сказать.
Узбекистан и так далее, другие страны должны тоже сменить свое правительство. Сменить, чтобы это все не продавалось в таком количестве, что у вас, сука, зимой газа нету, мерзнете. Понимаете, вот этого не должно быть. Нужно, блядь, рационально дела делать, блядь. Рационально. А с этим правительством вы рационально не сможете это сделать. Правительство ваше гнилое, как и Москва. Сгнившее правительство. Поэтому вот это, так сказать, убийство ребенка наглым образом можно вешать и на Москву, и на ваше правительство. Почему? Потому что оно продажное. Продажное правительство. Вот поэтому так. Поэтому вы приезжаете, блядь, нахрен из-за нищеты в Россию. Понимаете? Вот в чем прикол. Если у вас вот этот газ, маз, ничего не продавали бы, вы бы жили бы там нормально, все было бы у вас. Вы бы, можно было бы продавать столько, сколько вам нужно, но не все, блядь, чтобы вы потом хуй вот так сидели, блядь, с голыми хуями, без газа, без ничего, блядь. И потом идете Москву подметать, блядь. Нахуя, блядь? Богатый, блядь, Узбекистан, золото, блядь, вагонами, нахуй. Спиздили, блядь, эти евреи-пидорасы, блядь, в Америку. Вывезли, блядь, из Бухары, Самарканда. В чем проблема? Вернуть надо, блядь. Вернуть былое, блядь. Вернуть все. Значит, надо подорваться, встать, нахуй, и разъебать Москву и свое правительство. Понимаете? А то постоянно гонят на нас, и порой иногда я поражаюсь, да, гонят на нас то, что мы ничего не делаем, блядь. Мы внутри, блядь. Вот наш косяк, то, что мы внутри. Если бы мы были бы, как вы, наружу, я думаю, с таким темпераментом, как у меня, да мы уже давно, наверное, блядь, все сменили бы пизду, блядь. В том же Узбекистане или еще где-то там, блядь. Понимаете смысл? Вот, допустим, возьмем пример. Если мы возьмем Башкортостан, иншаллах, Башкортостан, если мы возьмем с Татарстаном, я не могу сказать, что я это не сделаю. И я не могу сказать, что я это сделаю. Но могу закинуть удочку, что узбекистанское правительство сменить, я буду эту тему поднимать. Пока мы это свое не сменим, с правительством Узбекистана, если сами вы не смените, мы заранее сменить не сможем. Но мы, когда свое сменим, ваше автоматически мы сможем сменить. Почему? Теперь расчленю этот весь мозговой штурм. Потому что не будет уже Москвы. Когда не будет Москвы, нам некуда подчиняться будет. Мы будем свободным Башкортостаном с Татарстаном. Так что власть будет в наших руках, оружие будет в наших руках. Сменить другое правительство, которое гнобит свой народ, для нас будет хуйня. Легко и просто. Легко, вот прям легко будет это, блядь. Но это сейчас мы не можем сделать. Потому что у нас нету, блядь, нахуй, оружия. Но у вас есть. А у вас есть оружие, блядь. У вас есть в Узбекистане оружие, в Казахстане оружие есть, в Кыргызстане, в Таджикистане оружие у вас дохуя и больше, блядь. Таджикам вообще легко там, блядь, разъебать имама Али Рахмана. Позвать, свистнуть только афганцев, они прилетят и выебут всех там. Всех положат нахрен. И у вас будет охрененная с Афганистаном дружба, Таджикистаном. Все-таки вы близкие друг к другу. И мы, конечно, недалекие, но я думаю, что в Узбекистане просто 37 миллионов, если сейчас уже не 40 миллионов.
А в Таджикистане только 8-10 миллионов. Или там, может, 10-12 миллионов. Понимаете, вот в чем прикол здесь. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что если мы не возьмем независимость наших республик, не возьмем, значит, мы не можем вам помочь. Мы не можем вам помочь. Поэтому с удовольствием, после взятия наших республик я помогу, иншаллах, если живой останусь, чтобы сменить правительство Азии. Автоматически сменить на нормальных людей, на молодых нормальных людей, которые будут править правительством правильным образом, блядь. Не будут вот так трава нахуй продавать, блядь, земельные ресурсы, блядь, Китаю, блядь. Нахуя кормить Китай, если у вас вы сами голодные, блядь. У нас ведь индошел пример происходит, блядь. Весь Башкортостан, Татарстан перепродан, блядь. Вот еще насчет леса. Весь лес разъебали. Пол России продали лес, блядь. Об этом каждый день звенят колокола, блядь. Каждый день об этом говорят. Они говорят, что Башкортостан, блядь, Татарстан тоже в таком же состоянии. Вы что, думаете, легче, что ли? Да, я, конечно, печусь о своих землях, но если так чуть дальше посмотреть, Челябинск, Екатеринбург и так далее, это тоже наши земли. Если дальше, там вообще пиздец, блядь. Там дальше пиздец, блядь. Тюмень и так далее, блядь. Там полный разъеб, блядь, до этого Якутии, грубо говоря, до Сахалина все раздолбано там, блядь. Там ничего хорошего нету. И мы, главное, да, ведь, знаете, самое интересное, что мы вот это все, да, ведь вот видим, говорим вам, да, ведь обидно, что из этого, так сказать, процесса очень мало людей, как говорится, топит за нас. Очень мало. Вот никак мы не можем разбудить этих чертовых манкуртов, которые, блядь, питали, блядь, так сказать, молоко СССР, блядь, пили, сволочи. Вот этих мы не можем разбудить. Очень тяжело нам дается эта хрень, блядь. Поэтому я призываю, блядь, молодых хотя бы, да, не вот этих убийц 15-летних, а нормальных людей, блядь. Мы же не зовем убивать людей, блядь, трин дрова. Иди нахуй. Пошакладу, утрыгать, блядь, безготять перезалай. Мы же не говорим так. Мы конкретно, блядь, идем по цели, блядь. Наша цель, она очень крупная, так сказать, рыба. Это Москва. Представьте, Москва – это огромный кит, блядь. Или акула, блядь. Вот, мы идем, блядь, разделывать эту тушу. Москву лучше описать, знаете, как осьминог, блядь. Осьминог, который спустил везде, блядь, щупальца нахрен. И вот берет, жрет, не насытится, така, блядь. Миллион рук у осьминога, блядь. Не восьминожка, а миллиононожка, блядь. Которая жрет, блядь. Даже до Африки добралась. Даже там грабит, сука, бедных африканцев. Вот поэтому я разговор с одной темы на другую кидаюсь. Ну, что вспоминаю, то и говорю, да. Но суть наша всего вот этого процесса, да, ведь Габасова, вот я еще не прослушал, Габасов что-то сказал, Айсин что-то сказал, прослушать надо. Ну, здесь в таком шуме мы с вами вместе не сможем послушать. Это его надо отдельно в наушниках слушать мне придется, пока у меня условия такие. Я думаю, как бы условия будут как во Франции, что у меня будет отдельная комната и так далее. Нихуя. Так получилось, что в комнате 2 человека, а у других вообще по 3 человека в комнате. Вот такая вот общага пока уж. Что поделаешь? Жизнь такая. Терпеть надо. И это пройдет. Вот так вот. Ну, тут
Пройдемся по телеге еще, почитаем что-нибудь. Я не знаю, что-то я позакидывал, иногда закидываю же я туда тоже. Когда что-то вижу, закидываю, давайте там, то, что там написано, почитаем, может, послушаем хотя бы чуть-чуть. Вот российская журналистка и активная сторонница Палестины Катя Гордон прокомментировала видео с матерью убитого школьника. Катя Гордон прокомментировала ролик с плачущей матерью школьника, убитого русским неонацистом, и раскритиковала русские националисты, которые в присутствии детей допускают оскорбления и используют российские выражения «чурка», «черномазы», «хач». Ну да, я чуть-чуть прослушал, 1 минуту она говорит, вы тоже, наверное, слушали. Ну вот это вот Гордон какая-то, Катя Гордон, я не знаю, жена Гордона, что ли, или я не знаю, кто это вообще, я не могу понять. Российская какая-то журналистка, российская журналистка, однофамилица Гордона, что ли? Хз, короче. Вот. Ну, здесь ее слушать невозможно будет, как бы, да, тяжело будет прослушать. Шум. Так. Ну, тут и Кабасов есть, и этот. Вот вспомнил Габасова, давайте скажу. Вот смотрите. Вот Габасов как башкирт, да, ведь вот как башкирт, настоящий башкирт из Башкортостана, без примесей, как я, допустим, да, без там других каких-то корней, там сказать, кровей. Вот натуральный башкирт. Я об этом тоже вроде говорил. Вот он вас призывает. Вот 1,5 миллиона башкиртов. Призывает вас очнуться в конце концов. А я призываю татар, башкиртов, всех тех, которые относятся к метисам, не метисам, к татарам Башкортостана, башкиртам Башкортостана, в конце концов, узбекам, да всем призываю всех, чтобы вы, блядь, хотя бы одним полушарием мозга хотя бы услышьте нас. Мы что вам, блядь, хотим смерти, что ли? Вот этого я не могу понять. Мы хотим вам смерти или чего мы хотим вам? Ничего. Мы ничего вам плохого не хотим. Мы вам просто доносим, что, допустим, вот здесь сейчас соседи у меня орут, видите, когда как-то ведут себя некультурно и так далее. Я же сам себя перекрикиваю, блядь. Некультурно ведут там, да, ведь вот мы же вам, блядь, не говорим вести себя так же, там, брать пример их, блядь. Мы вам, наоборот, блядь, говорим, чтобы вы не становились вот такими, блядь, ебанутыми нацистами, а стали нормальными, блядь, башкиртами, татарами, там, дагестанами, чеченцами, которые любят свой народ. Любят свой народ, Валерий Салам. Любят свой народ. Понимаете? Вот в чем прикол, блядь. Мы же не ведем, блядь, даже тот башкирт, там, Айсин, там, Кашапов, там, Ахмад Закаев, там. Мы не ведем вас, блядь, какую-то дебри, или как называют, какую-то дичь куда-то, блядь, в тупик. Мы не ведем вас. Вы должны это понять. Мы ведем вас, наоборот, блядь, к какому-то, блядь, правильному действию. Как я и говорил вам, блядь, нейтралитету. Нейтралитету. Вы не можете жить. Вот нахуй орет он, да? Пиздец орет он, блядь. Не могу, блядь, даже. Я думал, спокойствие поймаю. Нихуя тут нет спокойствия. Мы вас не ведем к какому-то там дебильному жизни, допустим, ненавидеть американцев всю жизнь. Не ведем вас ненавидеть, допустим, блядь, еще какой-то народ, блядь, другой, блядь. Мы не ведем к этому, блядь. Мы ведем к нейтралитету. Даже мы можем пример привести такой, да. Вот смотрите, вот мы сейчас живем в стране, вот я, это даже разговор
Если мне дадут высказаться, в конце концов, здесь, если меня опять куда не швырнут, я им эту тему хочу рассказать здесь тоже. Прям наглым образом предъявить эту тему э, местному населению. Если она демократическая, на самом деле, она должна, как говорится, доказать это. Вот представьте, будущее, так сказать, этой пидорасии, она развалится. Все, мы развалились, все, альхамдулилля, все отошли, все республики, все, разошлись. Мы получили то, что я, как вам диктую, там все свои земли, допустим, Кавказ до Воронежа, ну, как обычно, по моей карте. Так и мне карту еще никто не нарисовал. Короче, извиняюсь еще. Карту я говорил, нарисуйте, так и никто не рисует. Короче, мне нужен компьютер, чтобы я его сделал сам, в конце концов. И вот, прикиньте, в этой независимости мы начинаем жить, да, и тут, допустим, Нидерландам там, или французам, ну, так сказать, вопрос на размышление. Допустим, мы уже не Россия. Допустим, мы уже свободные другие республики, которые новообразовались. Как вы будете вести с нами диалог? Вот им такой вопрос я им приготовил. Вот как вы будете вести с нами диалог? Какой у вас будет нейтралитет, какой у вас будет дискуссия и под каким шаблоном, под каким углом вы будете с нами вести диалог? Понимаете? Вот к чему мы должны стремиться. Задавать, научиться вопрос им, чтобы они в нас не видели, блядь, узкожопых, не видели в нас, блядь, каких-то пидорасов, 15-летних убийц, не видели в нас, блядь, каких-то гнилых нацистов, которые пошли, блядь, на Украину убивать украинцев, блядь. Вот это нахуй хуйню нам нужно донести людям, блядь. И каждому манкурту нашему тоже. Во что ты веришь, блядь? Кто ты, блядь? И таким же макаром это относится вот этим нидерландцам, которые нахуй в 41-45 годах пострадали от фашистской ебучей нахуй гитлеровской Германии. Они, блядь, морились тут голодомором, блядь, нахуй. Почему они такие аграрной страной стали? Потому что их выебали один раз в 45-х годах, блядь. Грубо говоря, 41-45. Один раз дрючканули их, блядь. И после этого, блядь, нахуй, они стали шелковыми, нахуй, и правильными. Но где-то опять не туда они уходят, блядь. Где-то они начинают марафить, тормозить, блядь. Поэтому, когда вопрос будет возникать о независимости наших республик, мы должны поднимать именно таким образом вопрос, блядь. Под таким углом, блядь. Что ты нахуй нам дашь, блядь? Со своей, вот, допустим, колокольни, нахуй. Вот ты, допустим, человек из Нидерландов. Что ты дашь нам в независимую республику? И что ты у нас хочешь взять? Потому что все ресурсы наши, блядь. Как ты будешь вести диалог с нами, не с Москвой, блядь? И тогда диктовать условия, может, будем мы, блядь. Поэтому сейчас тебе время подумать, блядь. Поможешь ли ты нам уничтожить Москву, блядь, чтобы выйти на общий нейтралитет, блядь, мирового порядка? Чтобы, блядь, нахуй, не в Гааге был ебучий этот суд, нахуй, блядь, уже в дальнейшем, блядь, а в наших республиках. Допустим, в Махачкале, допустим, в Уфе. Или вообще по центру куда-нибудь ебанем, нахуй. В центр России, допустим, бывший. Допустим, город Пермь, блядь, сделаем. Но это будет Башкортостан, конечно. Ну вот город Пермь, допустим. Но мы его уже не будем Пермом называть, а ему дадим название другое, блядь. Пермь не будет он, может, блядь. Что-то будет такой, допустим, нейтралитетный страна, нейтралитетный город, подобие Люксембурга.
или там подобие Швейцарии, которая никому не принадлежит, как банок, блядь. Вот так же мы можем сделать, блядь, у себя. Как, допустим, Туран мечтает сделать в Туркестане, в Казахстане единое пространство для Турана. Подобие этого. Мы можем также сделать. Нейтралитетная, блядь, нахуй, общая страна. Нейтралитетная. Вот одну какую-то землю возьмем, у нас земель дохуя, возьмем какую-нибудь, блядь, допустим, даже в той же Якутии какую-то пустыню, нахуй. Как один хуй хотел же где-то там, блядь, в Якутии сделать казино, блядь. Лас-Вегас, блядь. Мечтатели, долбоебы, блядь, какие-то. Кому нам нахуй там надо? Казино, блядь. В пустыне где-то, блядь. В Якутии. И исходя от этого, блядь, мы можем вот эту нейтралитетную зону, блядь, перенести, блядь, в нашу землю. Почему? Потому что доверия Европе уже нету. Как и в пидорасии, блядь. Подавно, блядь. И поэтому будет возникать вопрос, блядь, как ты будешь с нами общаться насчет наших ресурсов? Или ты будешь, блядь, сланцевую ебучую нефть покупать у американцев, нахуй? Или у кого ты там еще собрался копать, блядь? Понимаете, вот этими моментами нужно заниматься, а не, блядь, заниматься хуйней, подобие, блядь, нахуй, того, что там кого-то там, допустим, манкуртов там или кого-то там мы пытаемся разбудить и так далее, и так далее. А здесь ведь, блядь, более глобальная тема, блядь, того, что, блядь, нахуй, после раздела республики, допустим, да, после раздела республики, как с нами вот эти люди будут общаться. Как они будут, блядь? И как в этот момент манкурты посмотрят на то, что, блядь, наши республики станут независимыми. Что тогда манкурты скажут, блядь, нам? Интересно, блядь, мы же их всех же не будем мочить, блядь, трин-трава. Вот сколько вопросов, которые у нас открыты, и на него мы должны, как говорится, предоставить ответ есть. Предоставить это вот этим людям, которые должны нас выслушать, блядь. Что вы нам скажете противоположку, блядь? Что нам вы дадите, блядь? Что вы нам, блядь, хотите доказать? И тем ублюдкам, которые еще мозги ебут, которые говорят, что, блядь, мы будем в России жить, с Россией, блядь, мы будем. Ну, из этой категории навальнистов там, блядь, дичь ебучая вот эта. Навальнистская дичь, нахуй. Которая нахуй нам не усралась вообще, блядь. Кстати, я услышал, вот здесь, короче, один есть навальнист, короче, здесь. Из Питера, блядь. Навальнист из Питера есть, оказывается, вот здесь. В этой, так сказать, общаге, блядь, есть один чувак, оказывается. Я еще в глаза не видел его, как он выглядит. Ну, короче, из Питера навальнист. Вот такая вот херня, блядь. Хотел бы посмотреть на него, блядь. С кем вы говорите? Ну, я же эфир веду. Я говорю так, на будущее, если даже сейчас никого нет, 3 человека есть только. Все спать ушли, наверное. Время позднее, уже час ночи у меня даже. Вот так вот. Так. Победа за русскими.
Где победа за русскими? Где-то они что-то... Так. Ну вот, вот это уебище, узкожопая бабушка нахуй в метро, блядь. Это тоже давайте проведем, это тоже я пройдусь по телеграмму своему. В Москве русская нацистка оскорбляла мусульманку, показала средний палец и сказала: Аллаху своему передай. Ну, бабулька, ну, я тебе передаю от Аллаха, так сказать, завещание, что Аллах Талям знает о тебе и конкретно, как говорится, ждет он тебя. Так что передавать ему ничего не надо. Передавать, как бы, как говорится, мы ничего не будем. Он уже в курсе твоих проделок, бабулька. Прочитаю текст. В московском метро русская нацистка оскорбляла мусульманку, а затем показала средний палец и сказала Аллаху своим передай. Предыстория. Все началось с того, что она подошла к рядам сидящей девушки, к рядам сидящей девушки и стала оскорблять ее, задевая происхождение и вероисповедание, что даже автору видео стало неловко. Бабка проходилась по ее внешности, называя ее жирной свиньей, тварью, животным, т.д. Причин такого негативного поведения это ненормально было потому, девушка просто не вскочила при виде нее и не уступила ей место, а почему именно эта девушка должна была уступить, хоть там и было достаточно мужчин рядом, остается загадкой. Потом посыпались шаблонные оскорбления в адрес мусульман с традиционным призывом уезжать к себе на родину. У них всегда так, блядь, уехать за родину, на родину. Вот меня вот такие пидорасы выбешивают, как конкретно, блядь, долбоебы, блядь. Куда на родину вот? Дагестан на родину уехать надо, да? Ну тогда, или Башкортостан. Вот у меня в Башкортостане сестренка в хиджабе. Куда ей уехать, блядь? Куда ей уехать, если она приедет в Москву? Вот куда ей уехать? Куда вы ее хотите отправить? В Таджикистан, что ли? Или куда хотите отправить? У нее муж дагестанец, кстати. Куда? В Дагестан уедет? Вы определитесь. Вот такие ебучие, нахуй, бабульки, нахуй. И впитывают, блядь, мозг, блядь, своим внукам, нахуй, воспитывая их, блядь. И они вот становятся убийцами. Вот. Уебищное лицо, смотрите, вот. Карга старая, блядь, нахуй. Еще что-то пиздит там, блядь. Вот пиздец вымораживают вот такие тупорылые, нахуй, видосики, блядь, когда я увижу, блядь, бешусь, блядь, тому, почему, знаете почему? Потому что в этот момент почему-то, блядь, когда идет такой сыр-бор разговор возле с женщиной, почему там нет ни одного мусульманина, который въебал бы этой бабушке, нахуй? Вот просто въебать и все. Просто шапалак дать, не то, что, блядь, нахуй, ударить, чтобы она умерла там, блядь. А в шапалак дать, нахуй. Отрезвить ее, блядь. И сказать: ты чё, бабуля, нахуй? Вообще ранцы попутала, нахуй. Понимаете? Поэтому я вот 4 года этих ебучих, нахуй, так терпел, блядь, нахуй, сука. Я не знаю, блядь. Наверное, все-таки мне этот путь Аллах Талям, наверное, сказал, чтобы я съебался оттуда, блядь. Почему? Потому что мой путь, наверное, вот это все разоблачать, наверное. Вот я больше и больше к этому прихожу мнению. Почему? Потому что вот такие пидорасы меня заебывали в Москве, блядь, нахуй. В каждом, блядь, подъезде у меня доходило до драки, нахуй, у меня, блядь. Постоянно какие-то стычки, нахуй, блядь. Почему? Потому что борода у меня была. Всегда мне что-то чурка, чё? И начинается, нахуй, вот эта дичь, нахуй. Понаехали, блядь, нахуй, тырым-пырым, блядь, нахуй. Хуйня, как мне это надоело. Или, блядь, нахуй, на самом деле нужно там быть долбоебом, блядь, не понимать русский язык. Или, я не знаю, блядь, кем быть надо, блядь, там, блядь, чтобы мимо ушей пронести это, блядь. Я херевал, блядь, просто херевал.
даже после того, как один парень уступил ей место, она говорила, что их мужчин не осталось, потому что настоящие мужчины сейчас отдают свой долг. Пиздец, это убило меня вообще. Свой долг, видимо, имел в виду война в Украине. А в России кто остался? Она за мужчин их не считает, потому что трусы и не поехали воевать. Нихуя себе. А те, когда так, которые релаканты, мы кто такие тогда? Скажу, релаканты, блядь, полны в Узбекистане. Кто же они, бабулька? Позови их своих узкожопок, блядь, а? Карга ебучая, блядь. Зови нахуй их, блядь. Затем она преследовала автора видео до последнего. Но вот про автора видео не сказали. Кто автор-то видео по национальности, интересно, блядь. Помните, что возраст ничего не значит. Мудрыми нас делает вовсе не возраст и порой же не жизненный опыт, как это обычно считается в воспитании уважения к самому себе, соблюдая законы ислама и культуру пророка Мухаммада. Это как бы сахих ислам. Это оттуда как бы взято, я закинул сюда. Вот, примерно так. И тут одно видео я тоже закидывал с Инстаграма, но я его что-то не загружал, потому что много было там вроде бы. В Питере напали на мигранта. В продуктовом магазине произошел крайне тревожный инцидент. Толпа агрессивных долбоебов, узкожопых детей напали на иммигранта в Пятерочке или Магните. Короче, там конкретная драка была. 3-4 человека напали на какого-то мигранта. Там, ну, видосик, короче, ну, не хочу включать, нахуй, дичь, короче, там. Короче, вот так вот. И потом их какие-то работники еле как выгнали с магазина. Там чуть не разъебали весь магазин, нахуй. Вот такая херня, короче. Ну, видели, наверное, видосик. Тоже хрень полная. Так. Самое интересное, вот еще одно хрень. Вот этот ублюдок что-то пиздит в своем канале. Вот если что, вот таким пидорасам кидайте страйки. Вот таким пидорасам кидайте страйки, чтобы заебенить их каналы, блядь. Вот этот черт, слушать, Лига свободных наций, говорит, что он говорит? Фарид Мухаммедшин предложил помочь детям мигрантов с изучением родных языков. И это сильно взбесило русских нациков. Блогер Павел Иванов подключил любимый риторический прием шовинистов – кривляние и имитацию русского акцента. Еще и сделал упор на то, что и татары, и многие мигранты – тюрки. Они это делают именно показывая. Мы часть тюрков, тюркского народа, мы говорим на тюркском языке. Не на татарском, не на кыргызском, на тюркском. Это наше общее. Не с этим русней поганой, не-не-не, с тюркским миром. Он общается, чаек пьет или там, не знаю, в баньку ходит, в чайхане дров кушает с какими-то уважаемыми представителями диаспоры. И они ему говорят: ой, а мой это внучок все, вот русский знает, а наш дорогой узбекский не знает. Да, брат, я тебя понимаю, я тебе давай помогу, давай курсы какие-то сделаем, давай деньги найдем. Вот. Опять узбеки. Блядь, я просто поражаюсь над такими пидорасами, блядь. Опять для них, блядь, узбеки что-то сделали, блядь. Поэтому я еще раз, блядь, повторяю, блядь, нахуй. И пока есть эта ебучая Москва, нахуй, нам никому не будет покоя, блядь. Никому, блядь. Вот хуй, короче. И тут комментарий под видос. Тюрков не считает за равных. Предложение Татарстана разозлило русских нациков. Идея главы Госсовета Татарстана Фарида Мухаммедшина помочь детям мигрантов с изучением родных языков взбесила русских нациков. Не знаю, что он сказал там. Ну, наверное, сказал то, что там, что этот
Рустам Минниханов говорил, что как так дети не пойдут учиться нахуй? Дети должны учиться, блядь. Вот примерно он так сказал, блядь. Поэтому исходя от этого, само собой, в Башкортостане, в Татарстане, я считаю, и в Дагестане, и в Чечне, если даже кто-то приедет из Азии, они должны будут, само собой, учиться и наши языки знать, и их языки не должно искажаться. И никак нахуй, само собой, в такой республике не будет изучаться этот ебучий узкожопый язык, блядь. Он нам нахуй не нужен. Подавно азиатам. У них независимые страны, им не нужен он, блядь, нахуй, вообще, блядь. И в дальнейшем даже мы можем не употреблять этот язык, блядь, если уж на то пойдет, блядь. Если, допустим, со мной разговаривает татарин или кто там узбек, нахуя мне переключаться на русский, блядь, если я могу только разговаривать на своем языке, блядь. Для кого? Мы переключаемся только для тех, которые не понимают, допустим, узбекский или татарский и так далее. Вот для них я переключаться могу на русский. А так, пизду, нам не надо переключаться, блядь. Нам вообще не надо переключаться. Но есть моменты, которые, блядь, нахуй, мы, которые не изучили литературный свой язык, мы можем добавлять туда узкожопые слова. Почему? Потому что мы свои языки литературные не все знаем. Подавно манкурты вообще нихуя не знают. Поэтому, исходя от этого, мы тут заражены этим русским языком, который они считают, что это их язык. Если так копнуть и послушать казахов, они, как всегда, говорят, что все слова взяты в русском языке из наших слов. Просто чуть-чуть переделанные, блядь, нахуй. Как он говорит, своим языком так он говорит, блядь, узкожопым, блядь. Он сам не понимает, что этот узкожопый язык, это тоже, по сути, наш язык, блядь. Но он пытается его коверкать, нахуй, там, уебок ебаный. Вот поражаясь над людьми, у кого нет родины, блядь, у этих, блядь, узкожопых нет родины, по сути, нет земли их, блядь. А они еще, блядь, про язык спорят, нахуй, доебываются до, так сказать, нахуй, до азиатов. Поражаюсь, блядь. Вот это меня еще убило, и это ВКонтакте я, блядь, прочитал ВКонтакте, закидывал, оказывается, Хабиров объявил о возвращении 1000 участников СВО из Башкирии. Эта цифра будет расти. Смотрите полностью ВКонтакте. Вот и думайте после этого. Охеренно. Охеренно. Это 15-летний, блядь, ребенок, который зарезал таджика, это только начало. А вот вернуться еще ублюдки постарше, Башкортостан, Татарстан, там уже не будет иметь значения, какая нация. Будут всех класть нахуй. Всех будут ебашить под одну гребенку, блядь. Там они будут говорить, мы из СВО, блядь, нахуй, нам все похуй, блядь. И вот они будут ебашить всех подряд, блядь. Там они уже похуй кого будет. Глаза под руки, кто попадется, всех будут они резать. Убивать, резать. Для них это будет как блядь, покушать нахуй. И все. Вот это для вас это будет, для манкуртов, которые не пытаются нас слышать, игнорят, блядь, мои слова, слова наших всех, так сказать, те, которые топят против Москвы. Вы игнорите нас, но вы поймите, так будет, что мы то, что говорили, это вам боком выйдет, так сказать. Вы будете охуевать там, пизды получать, умирать, блядь, но будет поздно, очень поздно. Очнитесь сейчас уже, блядь, в конце концов, может будет меньше жертв, блядь.
Ты, главное, не возвращайся. Кто тут мне комментарий сейчас писал? Вячеслав. Вячеслав, про Крокус Сити, да, мне писал, да? А вот для вас вот любители экзотики, вот вы будете с ними еще разбираться, вот, с этими индусиками. Ну, им палец в рот не клади. За жопу вам, блядь, нахуй, блядь, они откусят, блядь, и нахуй не подавятся. Так что вы еще от них пизды так получать будете, нахуй. Мы будем просто на старение смотреть со стороны Узбекистана, Азии и хлопать в ладошки. Мы будем просто говорить, блядь, ебите, братья наши, ебите этих узкожопых и мужиков, и баб, блядь. Всех вас будут разъебывать. Вы уже, наверное, вспоминаете. Ну да, я один видос видел тоже. Блядь, говорит, зачем таджиков, узбеков выгнали, говорит, блядь. Сейчас, говорит, приехали другие, пиздец, говорит, блядь. Один уже начал плакаться, блядь. Ну вот так и будет, блядь, поймите. Так и будет, блядь. Вы, суки ебучие, по сути, смотрите. СССР – это, так сказать, держатель рабов. Это держатель рабов. И получается, так сказать, СССРских рабов вы сейчас решили, блядь, зачмырить и выгнать ту же Азию. Еще мы внутри, такие же рабы. И решили позвать английских рабов, понимаешь ли, блядь, индусов и черных. Ебись, нахуй, жизнь, блядь. Вам захотелось чуть экзотики, нахуй, блядь, таких полуметровых членов, нахуй, ощутили, чтобы ваши телочки, блядь, метелочки, нахуй. Вот примерно к этому вы пришли, блядь. И теперь наша культура для вас будет сказкой, блядь, по сравнению их культурой, блядь, где они, блядь, говно, блядь, как сказать, нахуй, жрут ложками, блядь, нахуй, и так далее, блядь, особенно индусы, блядь. Короче, вам пизда, блядь. И для нас это как бы не радостно. Почему? Потому что вы, пидорасы, засорите этим дерьмом, так сказать, нахуй, все наши земли, блядь, пойдут порожняком, блядь. Не ваша сраная Москва, блядь, а все наши другие земли вы будете засорять, уёбки нахуй. Понимаете? Поэтому я считаю, что, допустим, когда мы говорим, что границ не будет перед Казахстаном и так далее, я же не говорю, что у нас не будет границ там про индусов там или про Китай, блядь. Я никогда об этом никогда не говорил, что мы что-то откроем или что-то. Я говорил только граница перед Казахстаном. И поэтому я считаю, что там в дальнейшем, когда у нас будет независимая страна, иншаллах, разговор с ними будет отдельный. С ними мы будем другие разговоры строить. Почему? Индия еще предъява будет, нахуй. Предъява за мусульман. С этими ебучими своими вот этими бородками пидорасы мочат мусульман в Индии. С ними еще отдельный разговор будет, блядь. Не говоря о том, что, блядь, еще Китай рядом, блядь, гребаный нахуй. С ними тоже отдельный разговор за уйгуров будет. Там с ними будем разговаривать уже в полноценной, так сказать, независимой стране. Сейчас мы ничего не можем предъявить никому, блядь. В той же Палестине и так далее, блядь. Нигде мы не можем ничего делать. Поэтому только мы сейчас должны сосредоточиться на своих землях. Только на своих, так сказать, участках, которые захватила эта ебучая Москва, блядь. Вот только так. Потом уже, когда мы уже возьмем, что-то мы можем делать. Я уже как бы это раз миллион говорил уже. Потом мне прилетело это чисто видео от брата одного. Меня убило, но я его включать не... Ну, наверное, надо включить, но здесь оно не включится, наверное. Я его даже не скидывал, просто скинул. Просто я охренел. Увидел, короче, чеченца. Вот это чеченец, оказывается. Какой-то, я не знаю, безбожник какой-то. Многобожник, блядь, я не знаю, я охренел. Вот этот, оказывается, чеченец.
который идет против ислама. Мне просто скинули добрые люди, я охуел, блядь. Это такое бывает, что ли, блядь? Ну, в натуре мир катится куда-то, ебеня, блядь. Если уж у чеченцев такой, блядь, есть выродок какой-то непонятный, блядь, ну уж, я не знаю, блядь, дальше что делать, блядь, нахуй. Где нахуй, блядь, воспитание, блядь? Ликвидировать нахуй такого пидораса, блядь. И кому интересно, можете зайти посмотреть, вот. Прочитаю только название. Название его тиктока, блядь, антитеррорчария. Пхармат. Пхармат. Антитеррорчия Пхармат. Какой-то, блядь, непонятный, блядь, какой-то, блядь, сука, многобожник какой-то. Хрень какая-то полная, блядь. Я вообще в ахуе от того, что я услышал, увидел, блядь. Короче говоря, чеченец какой-то, блядь, многобожник, блядь, индус какой-то, индусский чеченец, блядь, я в ахуе просто у меня волосы стояли бы нахуй. Ну просто в шоке я, блядь. Блядь, кого только не найдешь в ТикТоке, блядь. Именно ведь, блядь, человек, блядь, мне скидывает это, понимаете? Мне скинули, я в ахуе просто, блядь. Просто дичь какая-то. Так, идем дальше. Теперь вот, ну, про то, что дичь, то, что происходит, блядь, в Москве, до этого мы еще не оправились еще вот от этой хуйни, блядь, что замочили евреев, блядь, на каком-то их ебучем празднике, блядь. Очевидец теракта в Сиднее, который голыми руками обезвредил террориста, оказался мусульманином. Это 43-летний Ахмад Аль-Ахмад. Он отец двоих детей и владеет каким-то там магазином. Мусульманин обезвредил террориста, нападавшего на евреев. И теперь тут опять вопрос возникает, блядь, о нейтралитете. Понимаете? Вот у меня привычка же такая, да? Вы сами поняли, наверное. Если я возьму одну тему, блядь, я его буду жевать, блядь, постоянно, блядь. Вот прикиньте, теперь вопрос. Этим долбоебам. Вот той бабушке относятся, местным вот здесь относятся, вот здешним нацистам относятся, нахуй. Здесь тоже есть нацисты, которые сжигали Коран в прошлом году, блядь. Есть тут кое-какие ублюдки, блядь, провоцируются с правительства сверху. Вот вся эта дичь, которая здесь вот собрана, всякая мразь, блядь. За палестинцев убил он. Что-то не понял. И вот этот чувак, да, ведь, так, пакистанцы, отец с сыном, там еще кто-то там, которые сделали этот теракт в тот день против евреев, они убивали. Этот остановил. Понятно. Но я к чему я это и говорю? К тому, что если за кого-то он, точнее, блядь, люди вышли убивать, поймите одну вещь. По исламу, если уж мы глубоко будем копать, блин, мы не имеем права, каждый, я не знаю, блядь, дурак даже знает об этом, мы не имеем права забирать чужую душу, если уж на то пошло, блин. Какого хрена мы мстим, так сказать, вот нам захотелось, вот как этот узкожопый пришел, таджика замочил, вот ему захотелось, блядь. И этим тоже, блядь, пакистанцам захотелось вот отцом с сыном показать себя и стрелять на празднике Трын-Трава, нахуй, блядь. Мы не имеем права такую хуйню страдать, блядь, поймите, мы никто, блядь, мы кто, блядь, такую хуйню делает. Опять возвращаемся к Москве, блядь. Если вы в Москве это сделали бы, блядь, базара нет, нахуй. Вот придите в Москву и стреляйте, нахуй. Всех, нахуй, которые сидят в Кремле, блядь. Я забуду, блядь. Еще раз повторяю, блядь.
Я вот за вами пойду нахуй. Ну, блядь, где-то там, блядь, в Австралии или где-то нахуй хуйня это происходило, блядь, в Сиднее. Австралия, блядь. Что-то, блядь, кого-то на празднике, блядь. Нахуя, блядь. Нахуя. Это из той категории, когда началась, блядь, в Палестине вот эта хуйня в 22 году, блядь. В каком-то празднике начали бомбиться и пошло-поехало, нахуй. И захват заложники туда-сюда. Нахуя? Я не могу понять. Нахуя? Как сказать вам? Правильнее будет, наверное, вот так, блядь. Даже и в Палестине, и даже в других любых конфликтах надо ебашить матку. Матку надо ебашить, а не то, что там муравьи бегают рядышком. Заебашили матку, муравьи заткнутся сразу. Понимаете, вот примерно так. Почему я, блядь, болею этим нахуй, идти на Москву, блядь? Нахуя мне, допустим, мог бы я сказать, давайте в Башкортостан зайдем, заебеним всех русских, блядь. Они же пидорасы. Типа так звучит, понимаете? Ну, логически, если вот мы же адекватные люди, мы же не долбоебы, мы же не террористы, мы же, блядь, нахуй не сектанты какие-то ебанутые, нахуй. Давайте пойдем вот ебашить, блядь. И вот тут есть русские, давайте мы сейчас пойдем ебашить. Какую психологию украинцев, блядь, тоже, блядь, поражался над украинцами. Украинцы, блядь, нападают на русских, блядь, русские на украинцев. Вы ебанутые вы, нахуй. Вы ебанутые, в натуре ебанутые люди, блядь. Оно не работает так, нахуй, блядь. Поэтому мы, как нормальные мусульмане, умные мусульмане, мы должны ебашить цель. Цель это, блядь, нахуй Москва, это ебучая диктатура Москвы, блядь, закон Москвы, конституция написана Москвой, блядь, вот наша цель, блядь. А не искать где-то в регионе, блядь, в стоге сена какое-то дерьмо, я не понимаю. От этого что, блядь, Москва развалится? Нет. И поэтому, если мы разъебем Москву, вот реально я вам скажу, мира вздохнет и заживет новой жизнью, блядь. Начиная от Африки, заканчивая нахуй, сука, Сахалина, блядь. Все заживет охуенно, блядь, будет четко, блядь. Четко будет. Почему? Появимся мы. Мы нейтралитет. Нейтралитет мира. Да, вы можете сказать, блядь, ты пиздец, охуевший, что-то так, блядь, далеко взлетаешь, блядь. Нет, это недалеко, блядь. Это просто желание мое, которое дало бы вам тоже это желание, и мы могли бы вместе осуществить это желание. Проблем нет тут, блядь. Это просто мое желание. Почему у вас нет этого желания? Вот если мы были бы вместе, вместе, да, такие, блядь, сплоченные такие, блядь, да мы это расплюнуть, как два пальца об асфальт, блядь, сделали бы, понимаете? Как чиркнуть, нахуй, зажигалкой, блядь. Чпок, и все, нахуй. И заиграет, как говорится, новые струнки. По-новому, блядь. Но мы что-то спим, блядь. Так, ну тут всякая хрень я грузил, блядь. Непонятно. А, вот. Тут еще одна тема нашлась, блядь, которую я должен обратить внимание. На какого-то тувинца наезжают, блядь, кыргызы, постоянно говорят, что это алтайцы, это кыргызы, тувинцы это тоже хуй поймешь кто, блядь. Ну, в итоге, короче, вот эта дичь, и он вот это толкует в своем ТикТоке постоянно. Я пару роликов его посмотрел. Ролики однотипного варианта, но это тоже как бы наша тема, почему это все-таки, блядь, Алтай, это тувинцы, это все наше, так сказать, грубо скажем,
это, инша Аллах, будущее, так сказать, свободная страна будет. И вот он возмущается в том, что их гребут под кыргызов и так далее, и так далее. И он доказывает свое как бы бытие, что он, блин, там не кыргыз, он там этот, тырым-пырым. Вот эта тема будет открыта там, и будем вспоминать иногда, если не забуду я. Эта тема для нас как раз-таки как бы трактуется то, что мы из России, так сказать, да ведь? В данный момент пока. И мы должны понимать, что есть тувинцы, есть алтайцы. И кем они были, хуй его знает. Вот копнем когда-нибудь, если нам интересно будет, и мы поймем, может. Поэтому как бы он пока отдувается сам, за него что-то никто не топит, и я как бы в эти темы я еще не залазил, и как бы пока не могу, честно, что-то вам от и до что-то рассказать вам. Но суть такая, что я знаю, что не все кыргызы такие. Обращение к кыргызам. Но вот он ломает такую стратегию, что до него доебываются кыргызы, и кыргызы говорят, что они типа, точнее, блядь, что тувинцы и алтайцы это кыргызы, короче. Вот эту тему, короче, диктует. И что-то такое, гон какой-то идет. Енисейские кыргызы, а это доказывает то, что мы алтайцы, тувинцы, короче, мы к вам ничего общего не имеем, блядь. Ну, короче, вот эта дичь, короче, происходит. Кто прав, кто виноват, я не знаю. Ну, пацан, короче, пытается доказать им, что так. Но там я развивал свою мысль так, как-то поверхностно. Ну, что я могу сказать? Если даже оно так, как-то так, что кыргызы, алтайские кыргызы, это наоборот с Енисея как-то ебанули в Кыргызстан попали. Мы же эту тему один раз уже говорили. Что-то в этом роде. Если мы это будем раздувать в таком плане, то этот пацан пытается, зная это, донести людям, что они родились на Алтае, значит, они алтайцы. Они родились в Туве, значит, они тувинцы. Все. Вот эту тему он пытается донести людям. Это мы поняли. Это то же самое, что вот я, допустим, из Узбекистана, все, я узбекистанец. Но я живу в Башкортостане. И как бы это место не меняет, блядь, кто я, блядь. Допустим, вот здесь вот арабы, там, африканцы, они же не могут стать нахрен американцы. То же самое. И он пытается это донести, но он как бы сам тоже какой-то дятел непонятный, блядь. И в то же время он пытается людям донести то, что он вот алтаец, он вот тувинец, все, пиздец нахуй. Но тувинец, может, я поверю, блядь. Но алтайцы, блядь, что они не кыргызы, что-то тяжело верится, если все идет к этому. А вот тувинцы кто такие? Хз, блядь. Тувинцы, я считаю, что они такие же, как и буряты. Они пиздец одинаковые, нахуй. Там нихуя различий нету вот между Тувой и Бурятией, блядь. Ну, вообще нет различий, блядь. Может, они сами между собой различаются, мы же вот башкиры, татары различаемся, и то же самое у них, наверное. Поэтому как бы эта тема, ну, больно в это залазить пока нет смысла. Мы знаем одно, что ту сторону, когда мы будем освобождать, та сторона тоже будет освобождаться. И никакая какая-то сторона не должна залететь в Китай обратно. Потому что наша задача еще Уйгурстан спасти. Поэтому как бы и то, что разделится из России, ничего не должно попасть в Китай. В Казахстан с удовольствием должна она попасть, но в Китай мы не должны ни 1 грамм сантиметр отдать, блядь. Китай не должен зайти на территорию России. Вот я категорически против этого. Почему? Потому что я на днях увидел одну карту, если уж давайте чуть-чуть пройдем по карте, что вот этот Уссурийск, Владивосток, блядь, кто-то загрузил эту карту, что-то гон, блядь, идет, что-то обширный гон во Фейсбуке где-то идет, блядь. То, что, блядь, эту часть, блядь, Китай хочет забрать себе. Он вспомнил, что эти земли, оказывается, китайские были. И тут возникает один момент, блядь. Нихуя подобного такое не будет. Почему? Потому что расширять Китай нам неинтересно, блядь.
И то, что у них, блядь, нахуй там земли мало, блядь, или что-то в этом роде, тоже нам не интересно, нахуй. Нам нужно одну вещь понимать. Китайцы многобожники. Нехуй им давать земли. Нехуй им давать земли. Я вот против этого. Просто категорически против. Почему? Потому что вопрос будет поставлен им поперек. Мы идем против Москвы, Ты за кого будешь топить? Такой же вопрос я вам говорил уже насчет Японии. В Японии, допустим, насчет Японии, у них есть маленькие земли, Сахалин, Махалин, вот это все, блядь, эти пидорасы, скажу, отобрали у них, да, в свое время, какую-то свою остров. И вот из-за того, что у них маленькие земля, и они хотят, умный народ, расширяться, я, наоборот, предлагаю вам отдать эти Владивосток и Уссурийск вот так до Сахалина, вот так разделим, и давайте подарим, как говорится, за оружие, которое нам пригодится уничтожать Москву, допустим, или за какую-то там энную сумму там сменим, эти земли им отдадим. Вот мое предложение было такое, но нихуя не Китаю, блядь, нахуй. Китаю пусть хуй сосет, блядь. Китаю не дадим. Почему? Китаю будет поставлен ультиматум, то, что, блядь, нахуй, они за все это время, нахуй, грабили, нахуй, Бурятию, блядь, Монголию, нахуй, и так далее. Вот насчет этого будет ультиматум, нахуй, поставлен. И еще они, блядь, в данный момент, нахуй, нихуя не делают способны какие-то действия, блядь, чтобы это помочь нашим республикам. Ничего они не делают, чтобы развалить Россию. Ничего не делают. Грабеж их, блядь, с их стороны, думая, что они грабят, блядь, Россию, блядь, деревом или с чем-то, блядь, это нихуя нам, блядь, пользы не дает, блядь. И они думают, наверное, тем самым мы ограбим Россию, воспользуемся, пока этот ебучий алкашский режим, блядь, и используем этот момент. Блядь, это не работает, нахуй. Это нам не дает плюс, блядь. Они грабят наши земли, блядь. Растаскивают наши земли, они, блядь, российские земли. Это не российские земли, блядь. Поэтому мы должны понимать, что если мы отдадим, блядь, земли, блядь, уссурийские, Владивостока, Китаю, все, пиши пропало, блядь. Грубо скажем, блядь, нас в штанах выебали, не снимая даже наши штаны, блядь. Вот это будет, понимаете? Поэтому это будет зависеть от мусульманских стран. Это касается Ичкерии, Дагестана, Башкортостана и Татарстана. Ингушетия, само собой, ну, вот это все. Вот нас это будет касаться. Вот это наша задача, блядь, спасти эти земли от китаизации, блядь, нахуй. Мы ни грамм земли мы не имеем права отдать. Это не означает то, что мы, так сказать, из бывшей пидорасии, и мы не хотим отдавать захваченные пидорасами земли, блядь, Китаю. Нет, это именно будет тот момент, что эти земли мы должны отдать Японии на какой-то бартер, на бартер чего-то, блядь. Почему? Потому что бартер с Китаем нам нахуй не интересен. С ними мы так и так будем торговать, блядь. Они от нас никуда не денутся. Если мы им что-то не будем давать, они с голоду сдохнут, блядь. Поэтому как бы у них, само собой, товар, деньги, товар, блядь. Это будет идти, проблем нету, блядь. Вот с Японией нам будет тяжеловато, блядь. Почему? Потому что Япония нахуй дохуя, так сказать, новых технологий, которые даже нахуй Китаю не снились, блядь. Поэтому китайские технологии, сами понимаете, дерьмовые нахуй, одноразовые. А японские, сами понимаете, блядь, многоразовые. Поэтому нам легче с Японией, которая все-таки Япония сейчас уже показывает, что она против нахуй пидорасии. Она не показывает дружбу. Она не против нас, блядь. Понимаете? И плюс с японцами, с какими-то гаплогруппами, блин, мы близки. Вот где-то там, оказывается, я еще об этом тоже где-то читал, что японцы нам близки. Понимаете? Именно близки нашим, так сказать, языковым, нашим каким-то
действий нашим предкам, там, что-то в этом роде, понимаете? Если так на японцев посмотрим, блядь, они ведь, блядь, не до такой степени, нахуй, блядь, какие-то, блядь, закитаёзанные, блядь. Они не китайцы же, блядь. Они по роже, блядь, вообще другие, блядь, если там на то пойдет, блядь, дело, если копать глубже. Поэтому, исходя от этого, это и доказывает, что японцы все-таки, плюс еще по уму пиздец умные. Я думаю, блядь, явно они, блядь, какое-то ответвление, блядь, из наших, так сказать, кровей, блядь, из наших какой-то группы, блядь, наших. Но они из-за того, что отделились, так сказать, блядь, они произошли, все. А мы остались в этом рабовладельческом строю, блядь, и отупели, нахуй. Ну уж в хлам отупели, ну, блядь, уж до Японии нам дохуя еще идти. Поэтому мы должны понимать, что Япония нам ближе, чем Китай. Все, вот это я хочу сказать. Японцами мы должны как-то, так сказать, в первую очередь подружиться по-нормальному уже без этой Москвы нахуй и уже вести личные такие диалоги, которые приведут к тому, что вот эти какие-то земли мы им, так сказать, подарим ради Аллаха. Ради Аллаха мы это сделаем. Хоть они будут принадлежать Саха-Якутии, там, Бурятии и так далее. С Саха-бурятами мы договоримся, проблем нету. Мы им объясним суть дела, мы объясним именно им ислам, мы объясним им, что такое Коран, мы объясним им, что такое ради Аллаха и так далее. Вот это все нам нужно будет им донести. Другого нет у нас варианта. Почему? Потому что нам лучше хороший сосед, чем китайская крыса. Понимаете смысл какой? Нам не нужен как бы крысеныш, который будет по соседству нахуй, нам постоянно какую-то дичь нести, блядь. Нам нужен сосед, который будет сытый, и в то же время и мы будем в спокойствии. Нам не нужен голодранец сосед, блядь. Нам нужен сосед, который достоин соседства, а не какой-то пидорас, блядь, в виде Израиля палестинцев. Вот такой гнида нам не нужен сосед. Понимаете, да, смысл? Нам нахуй не нужны такие соседи. Нам соседи нужны это, да, сытые во всем. Да, морально, блядь, и во всем, блядь, нахуй. А не те, которые через 100 лет придут, нахуй, блядь, будет брать, нахуй, захватывать, как ебучий Израиль, Палестину, блядь. Вот этого нам нахуй не надо. Но от Китая мы ожидать можем. Почему? Потому что Яджут-Маджут все-таки выйдет оттуда. И если оно на самом деле выйдет оттуда, то, сами понимаете, нахуй, это ебучий китайский, так сказать, многобожие система. И это, ну, и отрицать мы не можем этого. Вот примерно так, я думаю. Но с Японией выйдет оно, что-то мне тяжело верится это. Так, вот здесь тоже, я читал это или нет, просто я закидывал, может, я читал, нет, наверное, не читал еще. Ну вот как раз бурлаки на Волге, или, так сказать, рабы в древности этой пидорасии. После этого, когда пидорасы еще рот начинают нам открывать нахуй, вы вспоминайте своих бурлаков и всякого вот это дичь рабства. Вы вспоминайте это. Вам самим, блядь, узкожопым не стыдно, блядь, нахуй жить в рабстве? Вы сами же, блядь, рабы своей же Москвы, блядь. Вы когда-нибудь осознаете это или нет, блядь? Вот это меня в покое не оставляет, сука. Вот это, блядь, фотки, вот эти фотки, блядь. Вот чисто буду листать, и я сейчас текст прочитаю, о чем будет речь идти. Вот это дичь. Это сейчас на 2 телефонах запись идет, как бы нормальная, как бы. И кто сегодня не смотрит, вы можете завтра посмотреть. Вот. Вся вот эта дичь. Паровозные нахуй дела. Все разъебано, да, видите, да? Вот. Все, блядь, кончено, все. Так, идем дальше. Вот, блядь. Прям пиздец, блядь, дороги, да? Теперь почитаем.
Ну, я вроде читал, я на том или нет, я не знаю. Может, и не читал. Прочитаю, давайте на русском сразу, наверное. Тут и на татарском написано. Ну, чуть-чуть давайте оглавление на татарском. Bu Stalin'in ölüm yolu. Transpolar magistral onun tüzülüşünde her 10 metr yolga birer gulak tutqunu halak bo'lgan. Halsizlanuvdan, ауруlardan ham salqindan. ГУЛАГа нет. Вот ГУЛАГу есть, блядь. Это сталинская дорога смерти, трансполярная магистраль, на строительстве которой на каждые 10 метров пути погибало по одному заключенному ГУЛАГа от истощения, болезни и холода. Вот представьте, да? 100 лет минус, или там 80 лет минус. И представьте, дорога, и надо строить. И ты умираешь, строишь и умираешь. Вот вам не кажется, что это быдло народ, блядь? Вот это быдло народское, так сказать, этот быдло народ в данный момент родил детей. И этот быдло народские дети сейчас тоже так же живут нахуй, идут на войну, блядь, в Украину. Блядь, ничего не меняется, сука, блядь, а? Ничего, блядь, из этой хрени. После смерти Сталина строительство магистрали практически сразу забросили. А чё ж так? Боялись этого? Ее ржавые рельсы до сих пор соединяют пустоту с пустотой. Убивает меня вообще пиздец. В далеких неосвоенных северных краях, где и сейчас практически нет людей, у большинства великих строек ГУЛАГа была лишь одна цель – уничтожение людей каторжно-рабским трудом в суровом климате. И все подобные проекты в России построены на костях людей, в частности, не русских, ради идей русского империализма, русского мира, ради того, чтобы весь мир видел достижения именно русских людей, будто бы они все это создали и построили. Но там-то, давайте уж не будем обманывать друг друга, но там-то в сталинских тюрьмах кого только не было. Самые убийственные, вспомним, мочите жидов, блядь, жиды, блядь. Сколько фильмов построено и с жидами, блядь, нахуй. Везде только жидов-то и слышали, если вы помните. И тут, как говорится, не нужно мне говорить, нахуя именно жиды, блядь. Ну, начнем именно с этой нации. С этой нации, которую, нахуй, блядь, они ненавидят, блядь. Но в данный момент, нахуй, они рабы этой нации, блядь. Нихуя, да, парадокс, блядь, интересно, да? Просто пиздец, нахуй, блядь. После этого, не говоря другие нации, блядь, вся Азия, Кавказ, все были в ГУЛАГе, блядь, все. Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Якутия, да все, блядь. Дохли на этой хрени, блядь. Каторжные работы, которые, блядь, и под землей, и так далее. Даже мой дед ощутил это на себе, понимаете? Дед мой ощутил это на себе. После армии я вам рассказывал, блядь, извиняюсь. После армии я вам рассказывал, что было такое дело, что его в Пермь, блядь, на шахту отправили. И он, как честный, блядь, семьянин, поехал на эту шахту. Поехал на эту шахту, понимаете? Умирать за этот гребаный узкий мир, блядь. За гребаный этот узкий мир, блядь. Так сказать, умирать. Альхамдулилля, он живой вернулся, но имеется в виду, поехал в Пермь на шахту. Потому что сказала, блядь. Власть сказала, он поехал. Тоже вот система, получается, это манкурская, блядь. Манкурская система. На войне был, с войны пришел, отправили, блядь, сказали ехать на это, поехал, блядь. А в деревне, бабушка рассказывает, другие дедушки отмазались. Не поехали, говорит, блядь. Отмазались. А вот мой поехал. Добряк, понимаешь.
Пиздец. Так что, блядь, не только, блядь, вот эта магистраль, блядь, полярная. Там и на шахтах люди дохли просто так. Согласна с вами, но рабам не докажешь. Вот именно, вот поэтому порой вот вспоминая Украину, Украина поняла, что все-таки в Европе есть какая-то интересная жизнь, чем в этой пидорасии. И, как говорится, решила двинуть против Москвы, блядь. И вот результат, что мы видим? 3 года, блядь, не перестает идти война, блядь. 3 года, блядь. Ну, прикиньте, блядь, если сопоставлять, блядь, 41-45, 4 года. До этого там финская война, японская война, вся хуйня всякая, блядь. И тут, блядь, немецкая ебучая фашистская война. Вот вы думаете, блядь, тут, блядь, украинская война идет 3 года, блядь. И самое интересное, путинистская нахуй война это, блядь. Ебучая путинистская война. Тут, блядь, сука, грубо говоря, блядь, если у украинцев 10 миллионов съебалось с Украины, а узкожопов сколько, думаете, съебалось? Да узкожопых тоже да хуя и больше съебалось, блядь. Не 10 миллионов, я думаю, их еще больше съебалось оттуда, блядь. Просто мы не знаем, сколько съебалось. Ну, явно знает, Казахстан точно знает, сколько съебалось. Потому что через них все перли. И у Казахстана точные данные есть там. Да уж. Ну, так, вроде бы здесь все. Вот это убило меня. Вот это пиздец меня убило. Я это говорил, не говорил вроде бы, это новое, да, это новое. Вот. Ну, тут до хрена комментариев было. Это испытание чего-то идет. Инцидент, ну, явно же ебанутая страна, блядь. И тут еще узкожопые сидят, мне мозга ебут еще, блядь, что-то, блядь. Ну, чё, вот ты, это к каждому узкожопому относится. Что ты мне можешь доказать о своей национальности? И что ты можешь мне предъявить, блядь? Вот ты объясни мне, блядь, где у вас, блядь, первое, просто даже, как человек спрашивает, где у вас доброта, блядь? Где у вас доброта? Если даже вот это в Белгородской области, вот эта дичь происходит, вы ебанутые, нахуй, голову ебанутые люди. Надели какого-то пацана, блядь, непонятного какого-то возраста в это обмундирование. Инструктор, блядь, начал его пинать, блядь, испытывая, блядь, бронежилет, блядь, каску. Расхуярили пацана, блядь, там. Потом я где-то читал, я помню, комментарий написано, что мать пошла жаловаться там или что пишет. А родители пожаловались на занятия на странице губернатора. 16 октября 9-классников показывали короче говоря, полный пиздец, там трэш, блядь. Трэш, блядь. И этот трэш, блядь, происходит в школах. Мы вам помните, год назад уже говорили, что вернутся СВОшники, будут вам показывать, блядь, воспитательные уроки, нахуй. Вот началось, блядь, уже. И вот такого дерьма до хрена. Это то, что мы увидели. Который я не увидел еще. Сколько, блядь. Поэтому так что, Дуслар, здесь далеко бегать не нужно. И дичь это будет продолжаться до тех пор, пока мы молчим.
Вот если мы перестанем молчать, когда мы перестанем уже, блядь, нахуй, так сказать, сидеть сложа руки, мы точно сможем уже сменить это все. Сменить. Вот реально сменить мы можем. Просто тупизм в нас в том, что мы смотрим вот так по сторонам, кто ж первым станет, кто ж первым станет, блядь. Вот ищем, блядь, кого-то ищем мы, блядь. Кого искать, сука, если ты сам не станешь, что ты меня ищешь, блядь. Вот я встал, нахуй меня искать, вот я здесь. Присоединяйся в мое действие, и все, мы вот уже увеличиваться будем. Ты давай еще кого-то добавляй. И так можно забавлять нахуй. МММ Мавроди нам нужен в данный момент, блядь. Давайте хотя бы возьмем егошний ебучий план, сделаем МММ Мавроди, блядь. Приведи друга, блядь. Я приведу одного, ты еще одного, ты там другого, так. Давайте приведем друга, и будет нормально. МММ Мавроди против Москвы, блядь. Как раз Москва, МММ, блядь. Все. По-другому никак. Да, за Украину не хотела бить в рабстве России. И заметьте, такая большая Россия не может захватить маленькую бедную Украину за 4 года. Салам алейкум, уважаемый. Алейкум ассалам. Вы из Москвы вещаете? Нет, я с корабля вещаю. Я на корабле. Какой Москва? Вот. Да, вот именно. Вот именно. Потом они начали винить то, что там Европа помогает, Америка помогает, блядь. Вот взрослые люди, да, если уж на то пошло, давайте эту тему чуть-чуть тоже. Допустим, вот я, допустим, торгую овощами, допустим, или, фруктами, допустим. Я же должен где-то его покупать в Африке, там, допустим, там в Испании, где-то фрукты, да, мандарины, что-то покупать, блядь. У вас то же самое, блядь. Если у вас не рождается, нахуй, оружие, блядь, у вас негде оружие, блядь, как вы должны, с кем вы работать должны? Вы берете там, где растут они. Идете там, нахрен, там патроны взяли там в Америке, где-то там калаши набрали, где-то что-то набрали. Вот и получается, нахуй, базар только оружейный. Тут, нахуй, не помогай, нахуй, духнут, блядь, ваши, там кто из Европы или Америки кто-то упадут? Нихуя там никого нет у вас, блядь. Кто пошел бы отсюда умирать, блядь, за вас? Я же здесь, в Европе. За вас никто умирать даже не хочет. За украинцев не хотят умирать, блядь. Вас, по сути, они ненавидят, блядь. Как и нас, блядь. Тут далеко бегать не надо, блядь. Просто правители, блядь, зная, что, блядь, нахуй, Путин придет за их жопой, нахуй, поэтому только из-за вот нужды только помогают вам, блядь. Из-за нужды вам помогают, блядь. Это же уже, блядь, 1000 раз уже мы перепроверили, что просто вам помогает, чтобы за свою жизнь бояться. Чтобы Путин не замочил там, допустим, Польшу и так далее, и так далее. Только из-за этого. Чтобы он, блядь, своей агрессией ебучей не зашел в Европу, блядь. Поэтому вы, как плацдарм, используетесь, блядь, и вживую еще, вдобавок, людьми, и еще, блядь, живым щитом, да, и место плацдарм, где можно долбить, воевать, блядь, равнять землей, а вы прикиньте, блядь, так начните равнять Германию или что-то. Люди сбесятся, ёпта, скажут, прекращайте нахуй, что за хуйня, скажут, в тот же секунду скажут это. И тот же день закончится война, блядь, тот же день закончится, скажут, все, отдавайте Москве, что надо, все, тот же день закончится. Понимаете, вот в чем прикол, блядь, вот в таком мире мы живем. Вы думаете, что? Вот здесь есть эти сосунки европейские, геи, блядь, будут воевать нахуй? Да они нахуй, сука, блядь, кроме членов в жопу, они ничего не умеют делать, блядь. Они, думаете, воевать будут? Вот эта местная хуетация, блядь. Местная хуета, она даже, я же говорю, блядь, только в рот член и в жопу член могут засунуть. Они больше ничего не умеют делать, блядь. Понимаете? Поэтому, блядь, когда мы реабилитируем, блядь, нахуй своих манкуртов, я не знаю, блядь.
Я же вам 3 года уже долблю о том, что, блядь, здесь, вот на этой ебаной войне, кстати, я это говорил, блядь, я же сказал, блядь, меня не выслушивали, блядь, на интервью в Париже, блядь. Я же сказал им, блядь, в Париже на интервью я сказал, блядь, в Париже, блядь, я сказал, вы никогда, нахуй, не победите, блядь, пидорасию, ту же Украину, разницы нету, никогда не победите, никогда не победите. Почему? Потому что там наши есть. Они между ушей пропустили. Ну, поэтому я эту тему сейчас хочу поднимать здесь, блядь. Услышат они меня или нет, блядь? Они не поняли этого. Они не могут понять даже этой сути, блядь. Вам тоже объясню еще раз. Уж в этом эфире. Пусть останется как новое видео. Вдруг, если что-то опять заблокирует меня. Объясняю как. Почему была победа 41-45 года в Германии? Потому что мобилизированы были все национальности. До Туркменистана. Понимаете? Тут одна Германия, может там какая-то часть Италии, эти ебучие фашисты, и там все страны, блядь, нахуй СССР, блядь. Кто победит? Само собой СССР победит. Это дураку ясно, блядь. Сейчас то же самое с Украиной, но только чуть наоборот, блин. За Украину топят вот эти 28 стран, в кавычках, и Америка. Кто победит? Само собой, тут победы, хуй поймешь, не видать здесь победы. Потому что и с Россией, блядь, нахуй, кто за Россию топит, да хуя и больше. Объясняю еще раз, глубже. С Россией топят наши нации, блядь. Наши нации проигрывают только когда становятся, так сказать, манкуртами. Вот они сейчас манкурты, с нами они не идут против Москвы. Мы побежденные, так сказать, проигравшие. Но они в своем мысли, они же топят за русню, они, значит, для них манкурты, точнее, блядь, для них же они нормальные, но для нас они манкурты, но наши манкурты для них свои, узкие для них свои. Получается, они топят, блядь, за узких и умирают за них, поэтому нас хуй победить, блядь. Понимаете? Нас не победить, блядь. Вот в чем прикол, блядь. А это Москва знает и поэтому использует наше. Теперь представьте, воюют только узкожопые и украинцы. Кто победит? Само собой Украина. Вот уберите наших всех нахуй, домой отправьте. Украина, блядь, за один день в Москву дойдет, за один день дойдет, не как Пригожин. Вот он дойдет, блядь, Украина дойдет, блядь, за один день, блядь, в Москву, разъебет, возьмет Москву и вернется с головой Путина. Смысл понимаете какой? Вот к чему надо доносить в Европе, что надо доносить. Я это хочу 3 года уже донести, суки, не слушают меня, пидорасы. Потому что эти пидорасы сидят на игле газа, нефти нашего, сидят на этом. Поэтому они не хотят таких, как мы, правильно слышать. Вот в чем. Для них это минус, мы минус для них. Они не могут понять. И вот это вот сейчас новая страна, если эти пидоры даже не услышат, я уже не знаю, куда идти, блядь. Вот эта вот ебучая страна должна меня выслушать до конца. И решение делать вместе. И как раз сегодня был разговор
с здешним человеком, она русская, наполовину другая нация, уж не буду говорить, потому что вычислить легко будет. Короче, она метиска. Она сказала, что здесь, сука, говорит, засели нахуй все Зеленские отродья, говорит. Ну, значит, украинцев дохуя здесь. И поэтому они, местная власть, топит против меня. Но на самом деле, здесь, вот это я вам в начале эфира рассказывал. Почему рассказывал? Потому что вся хуйня против СССРных людей, допустим, против Грузии, против армян, против всех СССР. Вот кто на русском пиздит, против них, вот против них всех, блядь. И даже против тех украинцев, которые до войны заехали. Вот еще войны не было, они здесь жили, против них тоже они. И они говорят, это закон, хуён, блядь, хуй разница, блядь, закон или нет, нахуй, да? Если так подумать, вот если рассматривать украинцев, которые после войны заехали, до войны заехали в Европу, и им ничего не будет, типа, да, окей, им ничего не будет, им можно вернуться, блядь, что ли, блядь, разъебанную Украину, что ли, им надо возвращаться? Может, они были до войны здесь, и у них сейчас нет полгорода, нахуй, Донбасса, Донецка, блядь. Как они, куда вернуться-то, блядь? Что за нахуй ебанутые лицемерие, блядь, европейцы? Я вот это не могу понять, блядь. Поэтому, исходя от этого, что тут? Вердикт какой, блядь? Вердикт то, что, блядь, европейцы сами, блядь, не могут понять уже, кому помогать, блядь. Это раз. Чтобы им, блядь, мозги на бикрене, нахуй, не съезжало, блядь, вправить им их ебучий бикрень, мозги, блядь, нужно им, блядь, донести одну вещь, единственную, блядь. Суки ебаные, услышьте меня раз и навсегда, блядь, услышьте, блядь. Я вот из этой пидорасии, блядь, из центра пидорасии вам пытаюсь донести нашу позицию, блядь. Пока есть Москва, блядь, ни Украине, нахуй, нигде не будет покоя, блядь. И вот, как я вам повторился, сказать, блядь, что из-за того, что, блядь, Москва использует наши регионы, блядь, как неживую мишень, блядь. Поэтому никогда нельзя нас победить. Все, точка. И это, блядь, Франция меня проигнорировала. Это я вот прям помню, пиздец, блядь. Я это 1000 раз им сказал, блядь, об этом. Они сказали, такой, смеются, блядь. Такой, как будто бы, да, внутри, наверное, смеялись они, блядь. Вот такая хуйня, понимаете? Вот поэтому, исходя от того, что мы здесь переживаем и понимаем, что происходит, мы еще можем сказать, что мы понимаем то, что здесь тупизм местного правительства в том, что они не знают, что происходит внутри на самом деле. Они понимают, да, там, допустим, вот столько там из России пришло, напало на Украину. Они вот это примерно это понимают. Но они не понимают, блядь, кто такие буряты, не понимают какую-то хуй поймешь, какую-то нацию, допустим, из Дагестана. 36 наций, допустим, скажем, там, даргинец напал, умер, или там пришел. Нет, они просто говорят, россияне. Вот где их не минус. Мы же не говорим, блядь, вот европейцы. Мы же говорим конкретно, блядь, нахуй. Нидерландия, немцы, блядь, французы. В чем проблема, блядь? Почему нас, блядь, в одну гребенку кладут, и в то же время они сами же тупорылые, нахуй, проигрывают на этой волне, блядь? Вот их нигде минус, блядь, где они не могут победить свой тупизм, блядь. Тем самым они пытаются вроде помогать Украине победить, блядь, непобежденный народ, блядь. Понимаете смысл, да? Надеюсь, я вам объяснил все от и до. Непобежденный народ, который никогда не проигрывал, блядь, сука.
Где вы видели, чтобы пидорасия после захвата Казани где-то проиграла? За 500 лет где Россия проиграла? Вы видели где-нибудь, нет? Чтобы Россия проиграла? Я не видел. Я не читал такую историю, где она проиграла. Я не видел, блядь. Финскую войну разъебали, японскую разъебали. Где Россия проиграла? Нигде, сука, не проигрывала. Я не видел. Чеченцы скажут мне, мы победили. Может, победили на какой-то из нескольких войн. Но конечность какая была? Блядь, никто не вышел из России, блядь. Значит, не было победы, поймите, не было победы. Победа это когда? Когда ты избавился от этой ебучей империи. Вот это победа. Даже Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан это не победа. Они войной не вышли. Они просто вышли. И до сих пор отголоски есть вот этого ебучего СССР. Не могут забыть, блядь. Опять тупизм какой-то, понимаете? В ночь на 18 декабря губернатор Ростовской области РФ Юрий Юсер сообщил о повреждении судна в Ростове в результате дроновой атаки. Альхамдулилля. Ебите по полной программе. Ну, вы тоже, конечно, блядь, по Ростову хуярите, поэтому, блядь, я же всегда говорю, блядь, ебашить надо по Москве, блядь. По Москве надо ебашить. Судно, мудно, блядь, это нет, не цель. Цель, блядь, Москва. Надо разъебывать Москву, а не, блядь, какие-то ебаные цели, корыты этой ебучей, блядь, с нефтью. Что оно даст, блядь? Оно даст какой-то момент, блядь, остановки какого-то момента, блядь. Что оно дает? Ничего не дает оно. МПЗ, там, в Башкортостане, то все. Я уже этому не верю, блядь. Не дает ничего результатности. Оно дает, блядь, 1-2. Что вы думаете, что, блядь, им выкачать нахуй нефть эту, блядь, трудно, что ли, блядь? Фу, блядь, сука. Еще раз выкачают, опять заполнят эти баки, другие баки закупают. Да нихуя ничего трудного нету здесь. Трудно это, когда Москва, блядь, передатчик этого зла будет разъебан, как крыса, они начнут бежать, блядь, по всему миру, блядь. Вот это вот дело. Вот это дело, можно будет сказать, сделано дело. А до этого нихуя ничего не сделано. Это полная, блядь, так сказать, трата ресурсов и просто тупизм, который, ну, так сказать, как у наркоманов многовенный кайф. Вот как у меня сосед, пидорас, блядь. Курнет нахуй и кайфует нахуй в темноте. В темноте он почему-то любит жить, блядь. Вот такой же кайф, блядь. Кайф наркомана, блядь. Чпокнул, думаешь, класс, чпокнул, блядь. И все. И нихуя, блядь. Завтра опять нахуй, как грибы вырастут. Вот так вот. Так. Старый вроде. Вот это новое, вот это новое. Не читал, но прочитаю. Ну вот опять возвращаясь к первому моменту. Лелека. Что за лелека, блин? Украина тоже до войны не все знали, думали, что Россия. Вот. Вот я и говорю, блядь, они заебали уже. Я же говорю, тупорылые люди, блядь. Им надо доносить, что, а это, я еще, до войны я это понял. В каком году, я напомню вам. В 2015 году Норвегия. Что они со мной сделали, блядь? Сделали нахуй. Они заебали меня. Они меня шмонали по всем статьям, блядь. Нихуя не могли понять. И в итоге, когда уже поняли,
они меня депортанули в Москву ебучую, блядь. И тогда мне они сказали, ну давай, говорит, блядь, едешь к своему царьку, говорит, блядь. Мне они говорят, блядь, к царьку своему едешь, блядь. Я в ахуе, блядь. Менты надо мной так издевнулись. Менты, я в ахуе, блядь. Менты, блядь, так издевнулись, когда меня они допровожали, так сказать, блядь. Вот тогда я, блядь, пиздец, я в ахуе, короче, от всего. Вот такое, блядь, гнобение, блядь, нахуй, узкого мира, понимаете, блядь? И под эту раздачу попадаю я. Ну, потому что, блядь, я из той категории, наверное, для них, ну, как для них, они не знают, что такое манкурт. Вот если так считать сейчас, то я был, наверное, идеальным манкуртом того времени, блядь, если уж на то пошло. Вот далеко бегать не надо, блядь. Это мой пример наглый. И альхамдулля, я осознал это. Ну, так сказать, осознал, блядь. Я тогда уже осознавал это, но я не понимал еще, что происходит вообще. И вот годами я уже после конкретной вот этой, когда жопу, как говорится, клюнул индюк, мы поняли, что, ага, хуйня какая-то тут. Надо что-то копнуть поглубже и понять, что. И вот мы поняли. Вот тут что, дичь конкретная. Вот узбекистанец Иркин Хакимджанов рассказывает, что его и десятки других мигрантов 3 дня содержали в тяжелых условиях в московском аэропорту Шереметьево. Вот говно с пола, вспомнишь, всплывет, да? Вот Шереметьево, блядь. Москва, Шереметьево, блядь. Ну, такая дичь, нахуй. Когда я туда заехал, меня мурыжили несколько часов. Как я и рассказывал раньше тоже, чеченца держали уже сутки, что ли, или сколько там дней держали его, не выпускали. Ну, он раньше меня прилетел. Не держали, и потому что у него было такой закон у них, что он должен лично, блядь, поехать к Кадырову, кланяться туда, в Грозный. Вот такая хрень, блядь. Мне аж тогда, помню, жалко стало вот того. Что с ним будет, я не знаю, блядь. Грубо говоря, его отправили в Чечню и заставили найти деньги, чтобы он купил билет прямо в Грозный за 11, я даже сумму запомнил, за 11 тысяч рублей. Это было, ну, для того времени, 2018 год, 11 тысяч рублей сразу родить за одни сутки, блядь, ну, блядь, я думаю, дохуя денег это. Если в Чечне, блядь, в то время зарплата была от силы, может быть, как в Уфе, если посчитать, 30 тысяч рублей. 11 тысяч это ебануться нахуй. Для любого, я думаю, это дохуя денег. Вот такая хрень. Вот тут дочитаю. Узбекистанец Иркин Хакимджонов рассказывает, что его и десятки других мигрантов 3 дня содержали в тяжелых условиях в московском аэропорту Шереметьево. Людей кормили 1 раз в день, а спать им приходилось сидя. Некоторым предлагали заключить военный контракт. Охуенно, да? Силовики досматривали их телефоны. О, это нормальная тема. Многие в результате выдворили из страны. Вот. Понимаете, вот к чему мы докатились. К чему мы докатились? К тому, что люди, пока их не достигает какая-то беда, они не понимают. Вот надеюсь, эти иркинчики, Хакимджановы, больше уже не приедут в Россию после такого, блядь. Я думаю, им это уже останется уроком. И надеюсь, и другим узбекам, таджикам, кыргызам вот такие вот примеры по ночевке в Шереметьево, за шмон и призыв за мобилизацию, наверное, вам это должно быть как-то уже доходить, да? Или там сегодняшнее происшествие, убийство 10-летнего. Вот так вот. Как-то так, блядь. Лелека, вот ты говоришь на языке хозяин. Ты пошкаренный народ Москвы. Ты россиянин, уймись. Ты говоришь на языке хозяин, да. Нихуя не могу понять, кому она пишет, блядь, кому она, он или она, блядь.
Ты покоренный народ Москвы, ты россиянин, уймись. Вот пиздец, дичь какую-то несет, а. Так, вокруг Москвы ПВО нет ракет. Вот, блядь. Вот если возьмем тему нет ракет насчет Москвы, ПВО, нет ракет и так далее, я один раз, помню, уже вам как-то рассказывал о том, что нужно через Башкортостан заходить, идти туда пешком, блядь. Вот 1500 километров, нахуй, пиздовать туда, ну как пешком, блядь, на машинах и так далее, двигаться туда, на Москву, блядь. Если туда двинется 100 тысяч, блядь, человек, блядь, Москва, нахуй, до нас уже сама закроется и, блядь, скажет, все, мы закрылись, идите нахуй, не приходите. Вот она так и сделает, блядь. Если мы 100 тысяч, блядь, стронимся со стороны Урала, пизда Москве будет сразу, блядь. Но где эти 100 тысяч, блядь? Хотя бы 10 набрать бы тысяч. Напомни, как нам сколько школ в Башкортостане с программой обучения на родном языке. Носи достойно клеймо раба Путина. Глядя на него, недоволен он обращение с хорошим российцем. Знаешь, почему в Башкортостане нет школ с программой обучения на родном языке? Правильно, потому что раб должен понимать язык хозяина, на котором ему отдает приказы. Я узбек, что хочешь. Украинцы типа лелеки в своем боедовом репертуаре. Жертва реформы Супрун. Я вообще не могу понять, блядь, что за дичь нахуй несется, блядь. Этот про Башкортостан, про это, что-то я не могу понять, нахуй, блядь. Какие-то залетные эти комментаторы, блядь. Ой, ну, примерно поняли, да? Я узбек, что хочешь. Тоже вот вы кому вопрос задаете? Мне или комментарий? Вы между собой огрызаетесь? Я не могу понять. Вы хоть, блядь, трактуйте вопрос, блядь, кому пишете? Да понапишут нахуй, хуй поймешь, гадай, блядь, кому это написано. Потому что тут рухсус, блядь, комментарий, блядь. Ни туда, ни сюда комментарий, блядь. И не мне, блядь, и не там, кому это относится, блядь. Пиздец какие-то полусонные, что ли, комментарии у вас залетают. Мы же идем по разным темам, блядь, вот, как-то по теме, что ли, как-то, блядь, трактуйте что-то, блядь, чтобы я понимал, хоть, о чем речь. Это хуйня какая-то творится. Так, что еще тут мы не читали? Так. Вот это самое интересное. Проект медиа, короче. Ну, как это? Нам правда, неправда, это как бы нам по сути не интересно. Но самое интересное, что вот как раз тут идет речь о том, что убийцы и гангстеры в российском правительстве. Издание «Проект» посчитало, что каждый 10-й депутат и сенатор получил мандат, чтобы уйти от уголовного преследования. Вот. Всякая дичь вот здесь, если смотрели это. Ну, я тут уже как бы каждый я не смогу показывать. Не вижу смысла, потому что там вот всякие... Сенатор, допустим, надо останавливать. Сенатор Сулейман Геремеев работал в Москве в структуре своего двоюродного брата Адама Делимханова, который отвечает за рейдерские захваты и силовое давление в интересах Рамзана Кадырова. Племянник Сулеймана Руслан Геремеев был организатором убийства Бориса Немцова.
Ну, вот такая всякая дичь, блядь. Ну, давайте еще второй что-нибудь почитаем. Ну опять второй тоже он сам же. Что-то знатные лица, да? Ведь? Чего? Башкортостан часть Казахстана? Поддерживаете возвращение в родную гавань? Ты такой, откуда такой узбек нарисовался? Какую гавань поддерживаете или что, я не понял. Башкортостан будет независимым, и Татарстан тоже. Причем тут Казахстан вообще? Каждая своя страна есть. Вот, давайте просто депутат тоже. Давайте вот прочитаем про узкожопых или евреев, а никто они, блядь, суки. Подозревается в организации избиения журналиста Олега Кашина. На публичных мероприятиях появляется с авторитетами из Подольской ОПГ. О, Подольский ОПГ, охуенно, блядь. Подольский ОПГ. Интересно, да? О, видите? Самое интересное еще про ОПГ, блядь. В этой пидорасии, блядь, везде какие-то ОПГ, блядь, нахуй созданы, да, ведь, блядь. И в один момент, вот представьте, тоже где-то я услышал, в один момент, и так и видно уж это, да, это все ОПГ куда-то потерялось. Где они нахуй? Их хуй знает, блядь, всякие япончики, блядь, всякие нахуй ореховские, блядь. Никого нету нахуй, блядь, а? Это как, блядь, нахуй Саакашвили, блядь, всех в один обезьянник загнал, блядь, воров закона, блядь, и сказал там, давайте, нахуй, живите здесь, они друг друга там перерезали, блядь. Вот из этой категории, блядь. Как пришел, блядь, путиносос, нахуй, всех куда-то заныкал, блядь. Как этого япончика, хуёнчика, блядь, называют этим, блядь, попом, нахуй, всей Руси, блядь. Переделанный поп, нахуй. Все думают, что это он, да, блядь? А может, он и есть, блядь, япончик долбанный. Отрастил бороду себе, блядь. И вот, так что, поэтому здесь далеко бегать не надо, что ОПГ, блядь, нахуй, сейчас оно просто стало больно культурным, нахуй, стали, блядь, ебучими депутатами и так далее, блядь. Тут нам нехуй удивляться, я так считаю, блядь. Ну вот, это я читал или нет, не знаю. СВОшник убил бывшую жену и ее 7-летнюю дочь. Их имена изменены. Ну вот, заебись, хули. Чпокнул, блядь, всех и сразу. И после этого я поражаюсь то, что до сих пор люди идут на мобилизацию, блядь. Не знаю, какими смыслами они идут туда, блядь. А есть жизнь ворам, хуй мусорам. Понятно. Блядь, так, ну чё, блядь. Вот как раз тот видос, блядь. Видите? Таджики, узбеки, кыргызы как свои там, или что там написал. Таджики, узбеки уже как родные, блядь. Вот. Один узкожопый, блядь, признается в любви, блядь, нашему народу, блядь. Что-то, блядь, наверное, ему дошло, мне кажется, что-то, блядь, что индусы и черные, блядь, для них что-то, блядь, что-то не прет нахуй. Блядь. Комментарий вспоминаю один, блядь. Вроде читал в Инстаграме. Скоро, говорит, нахуй, про индусов, нахуй. Скоро, говорит, блядь, вам, блядь, на каких-то бамбуковских листьях, нахуй, на листьях вам, нахуй, будут приносить еду, нахуй. Скоро, блядь, везде, блядь.
в Москве, так что, блядь, держитесь, блядь. Жрать будете этот, листья, так сказать, блядь, какие-нибудь из говна и палок, блядь. Так. Ну, здесь уже все. Бля, мне написали комментарий в группе, говорит, идите спать. Кино, ё-моё. В группе 99 человек там у них сидит. Я этот там достал всех, мне кажется. Ну вот, наверное, точно на туре, наверное, пойдем баньки делать. Время 2,5 уже почти. Спасибо всем, кто сидел. Злостным, незлостным, всем комментаторам. Главное, лайк, подписка, иди нахуй. Главное, не забывайте лайк, подписка и распространяйте. Побольше распространяйте по ФСБшным пидорасам. Чтобы они, блядь, как говорится, уже готовили нахуй жопу маслом, как говорится, обрабатывали. Вдруг нахуй, блядь, залетит им, блядь, калаш в жопу нахуй. Чтобы больно не было, блядь. А так, что я уж... Мен таджикмен. Я таджик, мен таджикмен. В Фейсбуке вот залетела такая фотка. Малыша нету, 10 лет. Пусть Аллах Та'алям, само собой, Аллах Та'алям сделает она жонларны джаннаттан. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Но это не дает о том, что нам нужно расслабляться. Это не дает о том, что мы должны его забыть уже завтра. Мы будем о нем помнить. Давайте как раз-таки прочитаю как раз-таки и на этом закончим эфир сегодняшний. Я таджик, маленький герой своего народа. Пусть Всевышний Аллах упокоит твою безгрешную душу, дорогой ангелочек. 16 декабря 2025 года в подмосковном поселке Горький-2 произошло трагическое событие. 15-летний подросток напал на школу с ножом, в результате чего погиб 10-летний ученик 4 класса Кобальджон Алиев, гражданин Таджикистана. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс и дипломатические последствия. Ну уж, блядь, не верю я этого, конечно, дипломатический, блядь. Смерть Кобальджона Алиева невосполнимая утрата для его семьи, друзей, всего сообщества. Мальчик, который только начинал свой путь в жизни, стал жертвой жесткого преступления. Его гибель напоминает о хрупкости детства и важности защиты каждого ребенка от насилия. Обстоятельства трагедии нападавший ученик 9 класса целенаправленно искал жертв, спрашивая у школьников их национальность. Перед нападением он отправил одноклассникам манифест с агрессивным высказыванием в адрес евреев, мусульман, антифашистов и либералов. На нем была футболка с надписью «No Lives Matter». Ничьи жизни не важны. Отсылающих к деструктивным молодежным течениям. Кобальджон Алиев погиб от ножевого ранения. Его мать, работающая уборщицей в той же школе, узнала о трагедии, когда пришла забрать сыновей после уроков. Меня тут поразила во время чтения другая тема. Меня просто вымораживает одна тема, что человек приехал жить в Россию, или там он уже жил там, я не знаю, да, и учит в этой узкожопой школе, блядь, их язык, узкожопый язык, блядь.
и приходит какой-то черт, нахуй, узкожопый, и просто тупо замочил 10-летнего ребенка, блядь. Где логика, нахуй? Где логика, нахуй, в этом ебучем убийстве, блядь? То, что он, нахуй, нацист, то, что он ебанутый, блядь, это понятно. Но ничьи жизни не важны, блядь, но это что-то дичь конкретная, нахуй, блядь. Это нужно ведь, блядь, дойти до, так сказать, до ручки, нахуй, что дойти до такого ебанизма, блядь. И будем давайте смотреть, что с ним будет, блядь, с этим хуем 15-летним, блядь. Год-два, блядь, посадят или, блядь, вообще не посадят. Скажут, малолетка, нахуй. Интересно, блядь. Интересный такой момент, блядь. Поэтому смерть Кабалджана Алиева, конечно, для нас должен быть это уроком. Уроком для таджиков, узбеков, кыргызов, казахов, для башкиртов, татар, дагестан, чеченцев, для всех это урок. То же самое не нужно, как говорится, забывать, что происходит в Палестине, в Сирии было так. Долбили просто так людей. В тюрьмах сколько убил этот Асад ебучий, блядь. Вот. 700 тысяч украинских детей спизжены этим пидорасами, россиянами, московскими гондонами. Вот, еще, вот, понимаете, тут сопоставлять и сравнивать, да хуя, блядь, да хуя. Тут как бы одним вот этим убийством успокоения как бы не должно быть, блядь. Это не тот момент того, что там сказать, что да, вот убили, да, такое, оказывается, бывает тоже, и идти дальше все молча, блядь. Если мы вот так будем идти дальше молча, блядь, так и будет происходить постоянно, блядь. Постоянно будет так происходить, блядь. И тут именно этот процесс происходит не в этом году, блядь. Это происходит с приходом этого пидораса Путина. Этого я не могу вспомнить, я был мелким. Может, и до этого было так. Но вот с приходом этого путинососа ебаного в течение 25 лет происходит это. Этот, блядь, рязанский сахар, эти, блядь, нахуй всякие школы, в Осетии, еще где-то, блядь. Все происходит по, так сказать, жизни этого пидораса Путина. Тут, блядь, нахуй, все очевидно, блядь. Каждый шаг, нахуй, это его заслуга, блядь. Поэтому здесь мы точно сосредоточенно должны оттачивать каждый момент к тому, что, блядь, мы должны быть готовы уничтожить Москву. Другого тут нету вариантов, никаких, нахуй. Хоть об стенку бейтесь, нахуй, ищите другие какие-то логические варианты. Нет, нахуй. Нет, все, мы забыли про логику, нахуй, как Москва забыла о человечности. Все. Ее там и не было никогда, блядь. Захватническая, имперская, нахуй, жажда, блядь, крови, она никогда не закончится. Им всегда нужно что-то свежее. Вампирская система, блядь. Поэтому, если вы каждому, я призываю, каждый народ призываю, если вы себя считаете после нашего пророка Мухаммада Пайгамбарымыз не рабами, а только рабами Аллаха, вы должны вставать. Вы должны просыпаться. Хватит уже, блядь, дрыхнуть, блядь. Хватит думать о деньгах, блядь. Хватит думать о том, что, блядь, нахуй, вы проживете там 1000 лет, нахуй, и вам не нужна эта вот эта, я сейчас мимо пройду, блядь. Там убили там таджика, убили там, допустим, еще кого-то там. Ну, чё, да, ну, бывает, с кем не бывает, блядь. Нет, мы вот таким образом, мы, блядь, нахуй, нихуя ничего не добьемся. Никогда, блядь.
как были чмошниками, и так и будем жить чмырем, блядь. Трусами, нахуй. И людьми, которые не могут защитить свою нацию, блядь. Если мы уж поделились на нации, да, ведь, давайте уж, блядь, будем честны перед сами собой, блядь. Мы будем защищать свою нацию или нет, блядь? Мы будем бороться за Башкортостан, за Татарстан, там, за Ичкерию, за Дагестан. Мы будем бороться? Нет вообще, в конце концов, блядь. Не говоря там про Азию, Бурятия, Якутия и так далее. Когда вы думаете, блядь, просыпаться? Когда всех наших детей перерешают, блядь, их жизни. А конкретный это, блядь, идет геноцид. Просто разных форм, блядь. Маленькая, нахуй, большая, скачками, блядь. Ну, как, блядь, биржа, блядь. Туда-сюда скочит, но цель одна. Убивает наших. А в бирже ты убиваешь свои деньги. То же самое. Поэтому давайте, Бардамлик Такиш, будем соединяться уже, в конце концов. Давайте мы будем идти вместе в ногу против Москвы. Все народы, которые ненавидят нахуй Москву, присоединяемся в наш путь. Наш путь – это нейтрализация нахуй мирового порядка. Мы будем нейтральной стороной во всех конфликтах. И будем брать ту сторону, где есть честность. Нечестную сторону, хоть они будут мусульманами, мы будем долбить нахуй до последнего. Нам не будет волновать нахуй, кто они нахуй. Наша задача навести порядок в мире. Вот к этому мы будем стремиться, иншаллах. Порядок, то порядок. Лицемерный образ жизни, как это в Коране называется, мунафикун, нам не интересен. Вот нам нужна стабильность и процветание именно нейтрального государства. В каждом нашем регионе должно быть нейтральный, так сказать, каждый должен быть нейтральным. Во всем понимании. Это не означает, что если где-то будет война, мы будем смотреть, пусть идет. Мы же нейтральные. Нет, именно нейтральная сторона, которая будет, так сказать, блядь, возражать и действовать. Не только, блядь, нахуй, там, попиздел и отошел, блядь. Примерно так. Всем благодарю. Будем заканчивать. Чуть-чуть посмотрим ваши комментарии и прочитаю и закрываемся. Так. Да ну что вы, нацисты все в Украине, а Россия всем помогает и освобождает от жизни. А зачем ты говоришь на русском языке? А сил что хватит? Блядь, Пушкин, блядь, залез какой-то. Я уже заебался, блядь, отвечать вам, что, блядь, зачем я говорю на русском, блядь. Сука, чтоб ты понимал, идиот, нахуй. Иди пиздуй до утра, чтобы выучил, блядь, татарский и башкирский язык. Буду говорить на нашем языке, блядь. Учи, нахуй. Для чеченцев чеченский выучи, чтобы в их на группе посидеть, попиздеть, нахуй. Для дагестанцев дагестанский выучи. В какой группе хочешь сидеть, заходи и начинай учить язык. Хочешь, допустим, какой-нибудь якутский язык выучить, саха, учи перед тем, как сесть на их эфир, якутский, и будем вести, как говорится, они вести, мы вести на своем языке. Проблем нет у нас. Так что давайте, все. Учи нахуй не Пушкина, а Тукая. Учи Тукая татарского. Так что давай. А не хуйню страдают, блядь. Язык, блядь, нахуй, хуи, блядь. Ой, все, Тувалнар, закрываемся. Всем кто на щеку. Жизнь короткая, надо действовать. Давно пора вместо Москвы парк построить, хорошим делом занимаешься. Да не то, что парк, блядь.
Я там могильник построил бы. Сперва надо похоронить этих пидорасов московских, блядь, этих кремляботов, нахуй, блядь, всех, блядь, а потом уже, блядь, там, так сказать, разровнять, там, сделать газончик, нахуй, блядь, и уже, блядь, на ровном месте, блядь, уже можно что-то сажать там. Ну, конечно, и сажать неохота там ничего, блядь. Туда ехать даже смысла нет, блядь. Что там нахуй есть, блядь? Это сейчас есть, потому что они грабят нас, блядь, поэтому там все есть. А там нихуй туда ехать, по идее. По идее, нихуй там ехать. Некуда ехать. Там смотреть нечего, блядь. Здравствуйте, я с большим уважением отношусь ко всем народам и хочу всем мира. Была в Башкортостане, очень хорошие там люди, ну и, конечно, у вас очень красиво. Благодарю. Только вы сами откуда? Мы же не знаем. У тебя она будет еще короче. Очень взрослый, остановившийся в развитии. Ой, блядь, в натуре боты нахуй понаехали, блядь. А чё ж просыпались, уёбки, блядь? Надо было раньше заходить, блядь. Я вот 3,5 часа вот пиздел для вас, уёбку, блядь. Ладно, давайте, спокойной ночи, туланлар, короче, и сансол, суляшербес, максимальная репост. Распространяем Башкортостан, Татарстанга и по другим регионам. Всем танащопа. Закрываемся. Хайр.